Нет, ну вот уже говорили, что все-таки надо прописать, что изложение лучше тогда, чтобы было понятно. И вот этот же конкурс, да, мы тоже а большинство вроде я тоже не понимаю, почему. Вот теперь это вот у нас это, которая третье место заняла список в России, где поэтому конкурсу присвоят. Это вот верно, может так или нет, тоже. Да. Вот, причем оно было в списке, который нам предоставили, он был в списке. Мы очень, потому что тем более наше было. Да, ну в меньшинстве. А вот теперь вот этой мадам не пойдет. Да, даже лучше. Вот мне велели доложить, да, узнать все-таки вот наши тарифы. Мы можем хотя бы держать на более. Я думаю, может быть, придется у вас из зарядов вносить какие-то документы. Но ссылаясь на это соглашение, это правильно? Я просто не часто пользуюсь. Узнать, вам лучше на школу, да? Нет, не заниматься. Я потому что дистанционно когда обучаться не пишу. Я сейчас тоже 3 раза занимаюсь, но какой-то ответ не придет. Да, я всегда вас не даже. То есть даже ответ не будет. Здравствуйте. А вы хотите разница? С этой стороны. Аппарат выше. Поближе, да? Все. Нет, запускаете, вы можете. Я начинаю инвестировать. Последняя база 25 года.
Мария Стивена, куда? Он сами, да, если мы успеем, да. А приехали, да? Мы подождем, потому что те, кто заедался, они едут еще. Чуть-чуть подождем. Так, у меня здесь уже есть для покупки учебников по записи, берите с собой. Учебника? Или вот этих вот пособий? Учебники по записи. Учебники. Что, попробуем подать? Я вас
Можно, наверное, ваши регалии заходите? Решайтесь. Я все таки думала, что и наступили же а все, что мы здесь гимназия Пушкина, у нас есть школа. Она Кирилла Мария Духовна Ходькова.
Открыли.
Владимировна, значит, мы с вами вроде как по плану у нас семинар, сейчас мы его начнем, правда, у меня книжка рабочая, с которой я приехала. Еще сейчас запись ведется, но не вторая. Наверное, они тоже записаны, как я хотела сказать. Ну, в любом случае. Значит, о чем я планировала с вами поговорить? Ну, во-первых, о проблемах, которые стоят перед новым вот этим вот, уже один из них пусть не очень новый, прямо скажем, а то ее а второй прям совсем новый, а продолжение, так сказать, 8-го года разных культурного России. И вот в основном поговорить о, во-первых, проблемах, которые, так сказать, есть, да, а потом, значит, поговорить о том, что же эти курсы нам предлагают, какие противоречия, потому что на самом деле то, что предлагается варианты проведения занятий в рамках этих дисциплин, они носят весьма противоречивый характер. И какой путь вот будет избран в вашем конкретном образовательном организации, в учреждении, вы знаете, очень много зависит в том числе и от вас. А вот по выбору этого пути уже дальше, опять же, все практически зависит от вас, понимаете? И вот, опять же, папа всего нашего сегодняшней встречи будет обращен именно к нам, к учителю как таковому, его выбору, его собственной позиции по отношению к этому. Потому что на самом деле, если учитель понимает, знает, понимает, чувствует то, о чем он говорит, и то, что он хочет донести детям, то не важно, какой учебник у него будет, не важно, какая там концептуальная программа, он все равно найдет такие формы, и такие слова, и такие подходы, и материалы, которые донесут то содержание, которое он хочет сказать. Вот. Прежде чем как бы начать, давайте такой маленький вот экспериментик. Я обычно приезжаю, значит, на курсы, которые веду у себя там, да, то, где я как-то познакомился, да, значит, работаю я в двух учреждениях. Значит, есть такое у нас Московский государственный областной университет, это бывший институт педагогический имени Крупского. Вы слышали такие. Вот, старинный, 85 лет, то есть вот такой старый такой, ведущий, можно сказать, подмосковный вуз по педагогам, старой школы и так далее. Ну, были всякие перетурбации жизненные, я имею в виду, с нашим вузом по-разному развивался. В итоге он стал вот сейчас классическим университетом, но у нас огромнейшее направление по педагогическому образованию, и поэтому мы готовим учителей. Так как я историк профессиональный, да, вот, и поэтому работаю, естественно, на историческом факультете, факультет называется история, политология и право, что мы готовим учителей, прежде всего, истории и общественно-политические исследования. Но есть еще у нас история литературы. Так как у нас теперь модно, чтобы в классических университетах были так называемые институты входили. Вот у нас историко-филологический институт. И в рамках этого историко-филологического института исторический центр и филологический. И у нас есть такой еще совместный проект с филологами, очень благодарный, очень хороший. Мне нравится с этим детьми даже работать. Это учителей, которые значит, филологов и историков одновременно. То есть двойную такую специальность для школ сельского комплекта, это очень удобно. Специальности близкие. И действительно очень трудно порой отечественная история, особенно 19 века, когда разделить где-то в истории, где-то литература, все настолько пересекается и так далее. Поэтому это очень хорошо. Какое-то время было у нас история иностранный язык, но сейчас вот эта линия закончилась. Вот. Но зато открыли новое, совершенно уникальное в этом году бюджетный вариант. Приглашаю, как говорится, и вас, и ваших учеников. Вот. Кстати, я спрашивала людей, которые могут у нас учиться, могут говорить. Пожалуйста, единственное, что общежитие, пожалуйста, что история и основы религиозной культуры. Вот вы такую специальность впервые в России открыли. История и основы религиозной культуры. Пятилетний бакалавриат, где учителя будущие, вот наши дети, будут готовиться к тому, чтобы не оказаться в таком положении, в котором оказались вы. А вы оказались в положении очень тяжелом. Потому что нигде никогда системно вы не получали знаний по той дисциплине, по которой вы должны преподавать. Я все прекрасно понимаю. Второе место, где я работаю, это вот Академия социального управления, она так называется теперь. А раньше это называлось, когда я начинала там 15 лет назад
работать, вы взяли место вот в ГОПу, да, вот в этом, а здесь вот совместитель, вот, значит, когда там начинал, он назывался Институт повышения квалификации при подготовке вещей Московской области. Потом, значит, он стал педагогической академией после этого названия. В итоге педакадемию слили с этим академией социального управления, чтобы та не пропала, там набора не было, оптимизация произошла, нас слили. И вот теперь в рамках Академии социального управления есть отделение по переподготовке выпускников учителей. Вот это как же не так. Но все равно все осталось. Мы в том же здании, в котором 15 лет я начинала, все так же сидим. Просто все это следующее. Так вот, а почему 15 лет назад? Что такое прям 15 лет назад? А 15 лет назад, именно в 2003 году, впервые, когда бывший министр Филиппов, вот, был у нас министром образования, а ныне он ректор УДН, университета науки, да, он опубликовал примерно содержание предметов православной культуры. Вот если кто-то начинающий помнит, когда это было 15 лет назад, в 2003 году, примерно содержание предметов православной культуры. Это был, конечно, шок. Гуманистическая, атеистическая общественность, она, конечно, была возмущена такой наглостью, что, так сказать, лезут теперь в школу, так сказать, с такими делами. Бога отменили, поэтому ничего, что они тут опять начинают, ну, как если эти и так далее. Жуткая была борьба, я в этом уже тоже участвовала. Вот. И тут же потребовались, естественно, учителя. Еще были старые стандарты, еще был региональный компонент, еще можно было проводить много факультативных занятий, еще не было никаких вот этих вот обязательных, так сказать, вещей. Все это было. И, кстати говоря, вот с точки зрения как ученого человека я могла подметить, я писала где-то в статье, что региональный опыт шел впереди федерального. То есть кругом, везде в регионах, вот, особенно в Центральной России, очень много было ярких таких примеров, где различные области, края, они начинали преподавать свою духовную историю, создавать свои учебники, свои факультативы и так далее. И региональные власти не поспевали за этими вот инициативами снизу. Это очень была такая интересная пора, когда интернет еще не был развит толком, еще, так сказать, презентацию только начинали тогда делать, как бы, да. И вот много приходилось вот так как-то рассказывать, было очень интересно, конечно, как посвятить все такое, то, что так посвящение, такое какое-то шоу. Ну, а почему документ? Потому что до этого много лет я уже как бы путешествовала, так получилось мое хобби по жизни, что я очень много ездила по Ближнему Востоку. Вот, люблю Восток, православный, Византию, это, так сказать, юности и так далее. Вот. И поэтому, посетившие Иорданию, Сирию, Ливан и Турцию, помогая туристическим помощным фирмам организовывать туда поездки и так далее, своих свозив всех преподавателей из детей и внуков, и уже подтвердивших старых всякому других, так сказать, культуру и так далее, православскую самозу готовить. Впрочем, у меня был какой-то же материал. Знаю, что вы что-то понимаете, спецкурс уже давно веду у себя слово на эту тему духовной истории русской культуры. Вот. Ну, вот обратилась тогда Институт повышения квалификации, в итоге срочно нужно готовить учителей. Учителей не уходил. Ну, взялась я в это дело, вот уже 15 лет готовлю с этим вопросом. Да? Вот. Значит, в итоге, значит, за эти годы произошли масса изменений, значит, в частности, вот, нас касающиеся, это то, что появились новые стандарты. И главное изменение заключалось в том, что с 2009 года, а потом с 2012 в обязательном порядке федеральные стандарты начального образования, там введен был комплексный, значит, учебный курс «Основы и культуры светской этики». 6-модульный, там, как вы знаете, 6 модулей. Родители имеют право выбрать. Да? Основа православной культуры, основа исламской культуры, иудейской культуры, основа науки и основа светской этики. Ну, как-то это устоялось, как-то это, так сказать, было сложно сначала, но как сложились потом какие-то формы. В итоге, значит, вот к сегодняшнему году, с 12-го, уже 6 лет прошло, уже как бы так называть. Вот. Но потом пошли стандарты среднего образования. И, конечно, естественно, 34 урока, которые ОРЦ занимает в начальной школе, это, конечно, совершенно недостаточно для решения тех глобальных задач, которые стоят под этим курсом. А перед этим курсом поставили задачу ни много ни мало, как подготовить ребенка к выбору определенной мировоззренческой позиции. По сути дела так. По сути дела так. Не просто сделать его нравственной личностью, потому что среднестатистической нравственности не бывает. Нравственность всегда формируется в логике каких-то ценностей. Понимаете? Она не может быть вообще человек нравственный, потому что он что-то исповедует, какую-то концепцию. Да? Вот. Она может быть религиозная, она может быть секулярная, но тем не менее.
Вот поэтому, с одной стороны, но с другой стороны, понимаете, за 34 урока при всей даже помощи родительской общественности, которая предусматривается в обязательном порядке в этом курсе, родители обязательно привлекать, и не только к выбору модуля, но и в процессе всего обучения, специальная рекомендация, которые у нас обязательно, но даже при всем при этом единстве семьи школы, восстановленной в рамках хотя бы этого курса, или на самом деле нет, хотя бы в рамках этого курса, да, вот, все равно дело кончается, ну, как бы, 4 классом, а дальше что? И вот дальше появились стандарты общего образования, основного общего образования, которые предусматривают вот предметную область, основы, значит, основы духовно-нравственной культуры народа России. Я до сих пор никак не могу выучить как сокращение его ДНК. Вот. В общем, основы духовно-нравственной культуры народа России. Да? Вот. Вроде бы как это логическое продолжение, говорится, да, логическое продолжение. Но с другой стороны, никакого продолжения фактически нет. Вы понимаете? Вот мы сейчас с вами попали в очень сложную, тяжелую ситуацию. Она связана как бы с двумя обстоятельствами. Да? Во-первых, к тому, что нас никого к этому не готовили. Мы нигде многие годы предметы никогда не изучали то, что нам сейчас надо преподавать. Да? Мы по своей специальности кто? Мы учителя начальных классов. И сейчас это среднее звено. Могут быть историки, это могут быть литераторы, это могут быть, ну, даже, я говорю, географы, там вот есть примеры, да, люди. Ну, в основном гуманитарные специальности, конечно, прежде всего, это берутся, не дается, так сказать, да. Но получается очень интересная картина. Вот я профессиональный историк, да, занимаюсь исторической наукой, историком таковой. А мне, значит, говорят, вот вам курс досрочный 72 часа, а то еще 36, а то и 24. Ну, 36, ну, возьмем лучший вариант, 72, да? Или давайте-ка вот там в 5 классе будете преподавать химию, вот по этому красивому учебнику. Видите, как красивый учебник? Вот по нему вы будете преподавать химию в 5 классе, за 72 часа. Да? Вот начинает меня натаскивать к этому учебнику. Параграф 1, должно то-то, то-то, параграф 2, такие недающие задания, то-то, то-то. И бумажку потом дают. Знаете, ну, задались мне просили, я там что здесь ничего. Вот. А потом дали мне бумажку, что я имею право преподавать химию в 5 классе и так далее. Что я стала химиком от этого? В лучшем случае я увижу, может быть, пятно на своей юбке. В лучшем случае научусь пятновыводителем пользоваться. Но я не стану химиком. Понимаете? И буду рассказывать детям об этой самой химии, как я себе ее представляю. Может быть, мое представление может быть очень далеко от того, ну, что это химическая наука как таковая, хотя люди изучают многие годы. Вот проблема-то, понимаете? Проблема в том, что нас никто к этому не готовил. И поэтому стоит такая очень сложная задача самоподготовки, понимаете? Самоподготовки. Но опять же возникает большая проблема. Проблема какая? Это ведь не тот предмет, когда, как историк, да, что было когда, да, в каком году. Хотя, надо заметить, здесь тоже, честно вам скажу, все не так просто. Там есть определенные закономерности, процессы, но все равно, по крайней мере, ну, дисциплина какая-то более или менее уже как бы устоявшаяся. А тут совершенно такие необыкновенные, так сказать, сюжеты возникают, понимаете? Плюс к тому же язык другой этой науки. Язык другой. Вы понимаете, богословие выражается совершенно такими терминами, которые в нашем секулярном сознании, они совершенно не носят той окраски, которую должны носить, сакральную окраску, ценностную окраску, не носят. Мы не понимаем, что это такое с точки зрения духовного смысла. И поэтому нужно как-то уметь перевести, донести до детей, как самим понять, так сказать, да? Это вот как бы первая проблема, я к этому еще сейчас вернусь. А вторая, так сказать, уже не в нашей плоскости, а в плоскости управленческой лежит. Вот. Понимаете, это умышленно совершенно делается, потому что идет самое, что ни на есть жесточайшая война. Жесточайшая война, она не только в глобальном таком плане, Америка, там, Россия, вот эти две сверхдержавы, противостояния, они непримиримы по одной простой причине, что вся вот эта западная цивилизация вся, она основана на принципе разделяй и властвуй и побеждай, то есть подчинить, понимаете, подчинить.
А вся цивилизация христианская, православная, к которой мы принадлежим по праву, являемся крупнейшим здесь лидером, если хотите, да, такое словечко все, она основана на принципе «спаси мир». Мир нужно не подчинять, мир нужно спасать. И вот эти две доктрины, цивилизационные, доминанты, они сталкиваются, и они, никто никогда никого не сможет убедить. Мы никогда не сможем убедить Америку, что она должна что-то там отдать, просто так, благотворительно, милосердно, да никогда. Равно как и она никогда. И русская история это показывает. Древнейших времен до наших дней. Никогда. Русские не смирятся с тем, что они будут покорены, уничтожены, раздавлены и так далее. Потому что, вот, понимаете, такая вот картина. А раз так, то тогда, значит, такая, так сказать, глубинная такая. И эта вот борьба, она как бы экстраполируется и переводится на внутрироссийские проблемы. Потому что идет глубинное противостояние между теорией, как я ее называю, атеистической, гуманистической, да, и теорией вот, религиозной. Очень жестко навязываются, считается, что это совершенно единственная, так скажем, возможная форма материализма, как форма. Сейчас я попробую, может быть, на конкретных примерах. Вот, давайте, может быть, потом презентацию какую-то посмотрим, что-то прямо будет затянулось мое несколько. Да? Вот, значит, короче говоря, вот это жесточайшее противостояние. И поэтому, давайте ближе к делу, да, философию иду. Значит, вот этот курс «Основы духовно-нравственной культуры в России», он не вошел в обязательный стандарт, он не определен предметно, хотя заявлено четко и ясно о том, что это будет продолжение. Но раз это будет продолжение, то тогда, наверное, должно быть, опять же, ну, в этих там 6 модулей, допустим, да, или хотя бы 5 каких-то модулей. Должен быть отдельно выделен. Дети 4 класс православной культуры изучали, ну пусть они дальше изучают. Бесконечный процесс познания этой культуры. Да? Вот. А кто-то изучал там иудейскую культуру, ну пусть он дальше изучает эту иудейскую культуру. Буддийскую там изучал, исламскую изучал, ну, пусть они изучают, светскую там изучают. Вот. А нет. Вот тут мы столкнулись с огромной проблемой. Предметная область, простите, в целом меня виновата, она не определена. Нам не сказали, что вот такие-то предметы будут входить в эту предметную область. Более того, это, значит, заявлено было о том, что, значит, 3 варианта проведения вот этих занятий. Первое, значит, это в рамках школьной программы, то есть в рамках вот какого-то предмета, который, так сказать, выбирается, да, в рамках школьного компонента. И в рамках, значит, один вариант, да? Вариант второй, это в рамках, значит, внеурочной деятельности. И третий вариант, это в рамках, значит, факультативных занятий. Значит, факультативных занятий. И что мы с вами получаем? Мы с вами получаем так, что мы, собственно, не знаем, что мы будем преподавать по содержанию, не знаем, какую форму. Но с третьей стороны подойти, этот предмет обязан будет проставить в аттестате. Знаете, в аттестате его надо проставить, потому что, согласно закону, я сейчас нормативную норму не вспомню, какая точно сходу не скажу, но энное количество часов, если предмет преподается, директор обязан в аттестате выставить соответствующую оценку. А этот предмет входит в это энное количество, обладает этим, так сказать, количеством часов. И все, понимаете? И мы попали вот в такую жесткую картину, когда мы должны что-то делать. И каждый здесь, я имею в виду каждое образовательное учреждение, каждый регион, мы пытаемся найти какие-то вот свои, так сказать, варианты того, о чем, так сказать, мы с вами говорим. Вот, конечно, понимаете, если дети изучали в начальной школе профессиональные модули, в частности, основу православной культуры, если они дальше переходят на какой-то среднестатистический непонятный вариант, который предлагается теперешним, допустим, учебникам тоже Виноградовым, среднестатистический какой-то такой вариант гуманистического некого воспитания, понимаете, то это полный разрыв, никакой преемственности мы с вами не видим. Никакой преемственности не видим, да? Вот, поэтому что делать? Вот наиболее, скажем так, продвинутые передовые учителя, они пытаются это делать, что закон предусматривает через предмет. Три же варианта. Один вариант этого через предмет. Школьник поет через предмет и внеурочка. Можно через предмет? Можно. Вот наиболее продвинутые, так по кавычкам, да, то есть такое словечко,
молодежные, нормальные, значит, учителя, они пытаются в свой предмет интегрировать эту проблематику. Ну, конечно, в литературе, в истории это сделать можно. Это, так сказать, а как быть математиком тогда, еще кого-то? И более того, как быть с решением проблемы системности? Потому что уклад школьной жизни, о котором говорится во всех последних документах, да, он предусматривает создание некой системы, вокруг стержня, вокруг которого будет копироваться, так сказать, воспитательная работа учреждения. Нет, понимаете? Очень сложное сейчас такое положение. И я вам скажу, что даже на самом высоком уровне вопрос не решен. Учебники-то, конечно, появляются. Авторы пишут. Есть весьма неплохие учебники по православной культуре. Вот мы сейчас, Тамара Александровна, смотрели, тоже учебники Ячкевичами, вместе с Васечкой, допустим, протерей Дорофеей, тоже там принимают участие. Выдержанные, хорошие продолжения, так сказать, может быть, этого, да. Вот. И как вариант есть в регионах те же истоки, вот, ну, пытаются напомнить их несколько имен, так сказать, какого-нибудь таких православных. Ну, как-то вот здесь есть попытки, но есть и попытки, так сказать, навязать вот эту вот. Чем дело кончится, пока сказать сложно, потому что на самом деле у нас очень часто бывает, и мы попали именно в такую ситуацию, когда законы принимаются тогда, когда еще не готовы условия для их реализации. Да? Вот. Когда тогда в массовом порядке, в 2009 году экспериментально сначала, потом в 2012 в массовом порядке ОРКС принимался, ну, православная общественность, ученые, я в том числе, кричали на всех углах, на которых могли кричать, а то, что у нас нет учителей, которые поднимут этот пласт. Потому что учитель православной культуры, там, любой религиозной культуры, это человек, который должен понимать глубинно то, чему он преподает. Иначе будет множиться мифы о православии, мы получим отток, мы получим виток, мы получим тиражирование, так сказать, совершенно других представлений об этом. Да? Вот. И все это, в общем-то, на самом деле так оно и получается потихонечку. Да? Так вот, значит, что православная сейчас научная общественность? Вот в прошлом году, в феврале, еще года не прошло, было очень крупное совещание. Тоже бывший министр Филиппов, ныне уже помянутый, ректор РУДР, на своей базе, точнее, в РУДР его собирал для ученых, значит, такое достаточно крупное совещание с участием Центрального министерства, значит, Васильевой, на тему вот содержательного компонента вот этой области. Было 3 секции и так далее. И вот на нашей секции, в частности, значит, директор Института философии, известный философ Гусейнов, который автор книг всяких разных таких вот моралистических, великий моралист России и прочее, такой моралист, так сказать. Вот он настаивал категорически, что нужно брать линию векторности, связанной такой соединенной нравственностью, так сказать. Вот, знаете, во всех религиях она одинаковая, но какая разница, будем изучать добро, милосердие, любовь как таковые, так сказать, да? Без привязки там, к чему-либо. Вот, естественно, православная общественность выступала против, и доказывали, что это, так сказать, невозможно совершенно. Вот один из аргументов, например, очень простой. Документ ведь что предусматривает? Укоренение ребенка в национальных традициях российского народа. Дорогой товарищ Гусейн, можно ли укоренить одновременно ребенка во всех традициях? Конечно, нет. Я говорю, тогда как же, так сказать, по вашей концепции мы можем работать, мы не можем так работать, понимаете? Вот. И еще на что, какая опасность в целом? В целом, вот это вот мистические, монотеистические братья, которые препятствуют, в общем-то, нормальному в рамках войны, которая идет, вы понимаете, это же серьезная вещь. Вот. А препятствует не только, так сказать, подготовке учителя, она просто подменяет одно другим. Подменяет одно понятие другим понятием. И говорит о том, что, ну, как бы это же все равно одно и то же. Будем, как говорится, делать. Вот. Я вам сейчас давайте покажу на конкретных примерах, а то я понимаю, что это достаточно сложно. Да? Вот. Попробуем сейчас что-то включить. Будет ли у нас что-то работать? Ну, наверное, вот этот компонент. Хорошо, пусть это так. Хватаю я все, что попало, лишь бы у меня что-то заработало, да? Тут, наверное. Нет, вот здесь, тут нету. А, вот здесь, может быть, вот есть. Подожди. У меня на другой флешке это должно быть.
Поэтому я на что уповаю, девчонки. Значит, есть, ведь, понимаете, есть две системы подготовки учителей к этому предмету. В условиях, когда у нас нету целенаправленного, базового, многолетней подготовки, да? Значит, первая подготовка, она связана... Первая подготовка, она связана с тем, что за эти 72 часа учитель пытается натаскать к этому учебнику и говорить, в каком параграфе, что надо рассказывать, какие там применять методики и так далее, да. Но учитель содержание только не знает. Вот. А вторая методика, которую вот я исповедую, нужно базовые, фундаментальные знания успеть человеку дать. А уже вот эти методические все приемы он сам выберет, как быть. Если он не знает основ, ну как быть? Да, так, давайте сейчас я найду, потому что я буду совершенно, нет, я, знаете, что буду сейчас о другом. Я смотрю девчонкам, то, что я подготовила, вот это мировоззрение, может быть, не стоит. Давайте я начну с... И почему? Нет, тут есть люди, которые... Вот поднимите руки, кто еще не был на лекциях, не слушал еще. Один человек только. Нет, тогда я перейду, вы не волнуйтесь, я найду, что сказать. Я просто вижу в аудитории. Давайте мы с вами сейчас вот посмотрим другую презентацию. Не только это. Я сказала о противоречиях, подмене понятий. Мне кажется, вот это вот это важно, да. Важно, да, вот это вот важно, понимаете, подмена понятий. Вот давайте мы к этому, так сказать, сейчас вот вернемся. Вот есть такое, так сказать, понятие, как субституция. Вчера Владыки как раз говорила, поэтому, да. Так, значит, сначала. Вот, значит, мышечная подмена и случайная субституция, понимаете? Потому что во всех вот этих модулях, по основам Оргсе, да, во всех этих модулях, значит, а что, так, да? Можно говорить даже, я не знаю, да. Во всех этих модулях, нажать что алло, ключом, слышно? Алло, а так, а сейчас, а так, никак. Ну а что, меня не слышно сзади? Вот. Ладно, давайте не отвлекайтесь, я забуду, что я говорю. Мне сложно очень так. Так вот, значит, что я вот хотела сказать? Да, во всех этих модулях, собственно говоря, все они предусматривают формирование мировоззрения, мы с вами сказали, да? И образ жизни в соответствии с мировоззрением. И вот вопрос, какой образ жизни формируется в результате, значит, религиозных модулей, условно говоря, профессиональных, да? Хотя там, это опять же в кавычках можно поставить, как хотите, потому что на самом деле, говоря профессионально, мы не предусматриваем, что дети будут заниматься молитвенной практикой, да? Ну, скажем так, идет. И секулярные модули, вот какие? Две совершенно разные модели. Но нам говорят, что это одна и та же нравственность. Нам пытаются заменить одну другую. Вот сейчас я попытаюсь вам в достаточно сложном уровне показать, как эта замена происходит, да? Ну, во-первых, вот субституция. Термин юридический, давно в науке употребляемый юридически. Вот, означает, ставлю вместо, назначаю взамен и, значит, запасной наследник. Ну, очень просто. Я, допустим, пишу в своем завещании, что моя дочь получит от меня дачу, если она в 23 года выйдет замуж. Если она не выйдет с 23 до 25 лет замуж, то тогда дачу по своей смерти получает сын. Сын в данном случае является субститутом, запасным наследником. Ну, я утрирую, вы понимаете, специально. Может быть, я не так, но не о даче речь. Запасной наследник, место. В более широком смысле субституция означает замещение одно другим, обычно функционального, сходного по свойствам. Мы с вами пьем цикорий вместо кофе, да? Мы с вами что-то вместо другого употребляем, мы понимаем, что это некая замена, но вместе с тем, вроде как ничего, выпили нормально. Вот. Но субституция – это не только научный термин, но он реализуется, в принципе, и в практике общественных отношений, когда вместо духовно-нравственного воспитания нам подсовывают эстетическое. Вместо одного другого. Мы не понимаем, где это. Вот. Если с кофем еще более-менее, мы сами сознательно завариваем цикорий, то тут мы не понимаем, как. Вот в педагогике, воспитанию какое-то это отношение. Значит, во-первых, потеря профессиональной компетенции педагога и подмена сути воспитания и цели воспитания видимостью. Понимаете? Видимостью. Но если о профессионализме это отдельный разговор, и мы здесь сейчас не будем с вами, даже Ильина не будет читать, то вот остановимся на подмене цели и сути процесса духовного воспитания его видимостью. Интересно отметить, что субституция, как одно вместо другого, весьма созвучна по смыслу префиксу «анти».
А ведь анти – это не только против и не только контр. Анти – это вместо. Антирелигиозный – это вместо религии. Антицерковный – это вместо церкви. Ну, а про антихриста я и говорить страшно, что это будет. Это вместо. Одно вместо другого. В итоге, вот становясь на этот путь, мы, сами не осознавая порой того, вместо воспитания, духовно-нравственного воспитания, занимаемся совершенно другим. И считаем, что это правильно. И вот мы живем в эту эпоху подмен. Вместо подлинного настоящего нам предлагается суррогат. Как в бытовых вещах, так и в ценностных ориентирах. Вот мы, учителя, даже взрослые люди, порой не всегда можем разобраться, где же тут эта подмена. Мы получаем эрзац. Но самое-то важное дальше. Мы начинаем замечать этот обман. Но жизненный путь достаточно уже пройден. Уже опыт какой-то накоплен. И мы не хотим возвращаться назад. И потихонечку так в жизни субститут заменяет оригинал. Мы считаем, а что, нормально, почему бы и нет. Почему бы и нет. И это положение не есть проблема сегодняшнего дня. Она стара как мир и повторяется в жизни каждого из нас. Вы помните Адама и Ева? Ведь они же хотели стать как боги. А ведь что обнаружилось? Обнаружилось, что они наги. Что они не боги, а что наоборот, отчуждение от Бога произошло. Что такое нагота в Библии? Это образ полного доверия Богу. Понимаете, это образное такое вот выражение. Ходили ноги и не стыдились. Они, значит, абсолютно полностью доверяли. Потому что перед кем мы в таком виде можем выступать? Ну, перед тем, кого наш целлюлит абсолютно не волнует. А как только мы, значит, кому-то, так сразу же вспоминаем, где у нас родинка не в том месте, да? Вот. Поэтому на самом деле, а когда эти смоковные листья, это уже образ отчужденности, все, уже, так сказать, оторванности, понимаете? А они хотели висеть как боги, а увидели, что они наги. Как же так получилось-то? Ведь сколько раз, да, ну сейчас скажу, но если бы были видны все последствия обмана, никто не хотел бы быть обманутым. Вот скажите, поднимите, кто хочет быть обманутым? Я в ни одной жизни не хочу. А теперь поднимите, скажите, кто был когда-нибудь обманутым? Да все скажут, да не дали, как сегодня с утра был обманут. Правильно? Правильно. Так как же мы попадаем в эту ситуацию обмана, когда мы не хотим этой ситуации? Что же, где же чутье-то? Вот. Если это речь идет о котлетке в столовой, ну, понюхали, мы видим. Да, что, так сказать, пожалуй, последствия тяжелые будут. Вот. Если это идет о каких-то там вещах, которые мы можем пощупать органами чувств, да, мы можем еще как-то оценить. А как быть вот с той сферой, о которой мы с вами говорим, о духовно-нравственной сфере? Где подмена? Скрываются цели. Цели скрываются. Ведь почему Адам и Ева вкусили? Потому что цели были скрыты. Ведь этот хвостатый сказал о том, что вы станете как боги, вы обретете такие знания, которые, так сказать, сделают вас богами. Вы получите то, а человек призван познавать мир. В этом его, как говорится, одной из составляющих не только творить, преображать рай, плодиться, размножаться, но и познавать мир. Он призван. Творческий процесс – это заложено в человеке Богом. Бог – творец, и человек в своем масштабе творец. Он же подобие, вы понимаете? Вот. А раз так, то тогда и, соответственно, творите мир, узнавайте новое. Ну, видите, решили поставить эксперимент, узнать без букв как, да? То есть цели скрываются. А он говорит, этот хвостатый, что цель-то ваша будет достигнута, но только другим способом. Они говорят, о, как хорошо, очень просто. Взяли и достигли. Но вопрос, случайно ли это субституция, это подмена, если речь идет о нравственных категориях и понятиях? Вот случайно ли это? Если в вопросе там, не знаю, тоже котлеты в столовой, может, и случайно, там, не заметил повар, да? А вот здесь случайно или нет, когда нам это в условиях войны цивилизационной? Любое воспитание направлено на формирование определенного образа жизни, а духовно-нравственное воспитание предполагает также формирование навыков решения главного вопроса о добре и зле и смысле жизни. Ведь смысл жизни – это тот вопрос, который может задать себе только человек. Только человек. Никто другой этот вопрос себе не задает о смысле жизни. И добро и зло – это понятие тоже чисто человеческой нравственности. Так вот, случайно ли? Потому что именно вопрос о добре и зле и о смысле жизни определяет как раз образ жизни человека.
И вот подмена истинной ценности духовно-расового воспитания мнимым суррогатом является умышленным действием, так как конечной целью ставит и замену образа жизни. И в этих модулях, о которых мы с вами говорим, в ОРГЦ, или в их продолжении, если хотите, от ЛКРДР, вот, они тоже специально и умышленно подменяются. Я вам потом на конкретных примерах покажу. Процесс воспитания не может существовать на принципах зла. Это нам всем абсолютно понятно. Иначе он теряет сущность. Мы не можем воспитывать, сеять неразумное, злое, временное. Но вопрос в том, что если будут видны все последствия обмана, никто не захочет быть обманутым. И поэтому надо сделать так, чтобы это было непонятно, что это обман. Вот для этого существует эта субституция, с помощью которой происходит замена нравственных категорий в современном воспитании, когда истинные цели таких подмен не провозглашаются. А сам процесс выглядит как бы случайным из-за якобы отсутствия разницы понятий. Мы рассмотрим два понятия с вами. Духовно-нравственное воспитание и совесть. Это две, можно говорить о свободе, можно говорить о любви. Это все будут те же самые, так сказать, подмены. Про это можно читать очень долго, написать целую большую книгу на эту тему, об этих подменах. Ну, я выбираю два, наиболее для нас актуальные, потому что проблема духовно-нравственного воспитания – это то, что нас собрало с вами, да, и проблема совести, без которого это не может быть. Это то, на что опирается учитель, проводя духовное воспитание. Свобода – это уже как бы фон. Обратимся к словарям. И вот потрясающая вещь. Анализ был проведен уже достаточно давно. Дух в словарях секулярных русского языка, он есть. Он определяется, значит, вещественное начало, производное от первичной материи. То есть то, что одно с другим связывает, психологическая способность человека. Вы посмотрите, то есть я другое хочу подчеркнуть. Я не в определении сейчас, важно остановить внимание, а на другое акцентировать внимание. Что вы можете открыть любой словарь и прочитать определение слова «дух». И там оно будет. Такое, другое, третье, пятое и 25. А вот слово «духовный» в светских словарях определяется не секулярными, не светскими терминами. Оно всегда определяется как религиозное или церковное, сверхъестественное, божественное начало. Вот странная получается картина, что дух в секулярном, светском понимании есть, такой, другой, третий, пятый, неважно, он есть, а вот духовный отсутствует. Но в светских терминах отсутствует. Он определяется через религиозные термины. Говорится, что духовное – это то, что относится к потусторонней сфере. Вот что интересно. Но при этом существует понятие о душе и наука, ее изучающая, психология. А когда плохо станет, то есть еще и психиатрия. Что ж такое происходит? Почему? Давайте дальше копать, глубже. О каком духовно-нравственном воспитании тогда у нас речь идет в высшей и средней школе? Противоречие между наличием понятия о духе и отсутствием представления о духовном в секулярной науке, в светской науке, объясняется тем, что она связана с ограниченностью материализма. Материализм признается светская наука единственно верным основанием. Другого основания нет в жизни. Понимаете? Хотя нас заявили о том, что у нас атеизм уже отсутствует, что, тем более воинствующий атеизма уже нет, что каждый может верить в кого он хочет и как он хочет, но фактически в основе философии образования лежит идея чисто материалистическая. Ничего не меняется. Ни о каких идеалах воспитательных вне человека не говорится. Вот берем учебник светской этики. И продолжение, которое есть, я, если опираюсь только на ОРГЦ, вы не думаете, что я не имею в виду то, что за ним следует. Вы понимаете, да? Я имею в виду это. Учебник ОРГЦ нам что говорит? Что идеалом для подражания могут быть кто? Учителя, родители, космонавты, летчики, полярники, подражая им, человек становится добродетелем. Что мы имеем? Мы с вами имеем подмену понятий.
Хорошо, если родители являются таким примером. А мы провели опрос среди наших детей. Под детьми я имею в виду своих студентов 20-летних, да? А массово провели опрос. Всего факультета. Это 400, может быть, больше двух было. Анкета была большая, о семейных ценностях. Нам очень было важно увидеть много интересных людей, они там сделали. Но вот по тому сюжету, по которому я с вами говорю. Один единственный вопрос был задан. Может, не один, там 40 был вопрос. Ну, вот тот, какой вопрос. Значит, один такой вопрос был. Может ли семья ваших родителей быть для вас примером? И что мы имеем? Мы имеем 49 на 51%. Ну, есть фактически половина. Половина родительских семей не являются примером для своих собственных детей. То есть они не хотят свою жизнь строить, как строили родители. А в учебнике по светской этике написано, что надо подражание, могут быть родители. Ну, хорошо. Учителя. Ну, если вы такой пример, я только, так сказать, прекращаю, снимаю шляпку, как говорится, да. Вот. Так что, а уж про полярников, летчиков, космонавтов, артистов и прочее, я думаю, что тут и суждение быть не может. И дальше в этом же учебнике перечисляется и говорится о том, что мальчиков нужно воспитывать на кодексе рыцарской чести, потому что рыцари это такие, значит, вот, благородные, так сказать, граждане, которые... Я что-то читаю, не пойму. Это те рыцари, которые в Самдерске, что ли, на Чудском озере лупил? Вы понимаете? Что за рыцарь? Какое понятие рыцарства есть в России? Его нет. В России было понятие кадеты. Вот кадеты, да, это были рыцари русской армии, если хотите. Кадеты это были те, кто являлись вот такими носителями истинных таких вот качеств. Но это вера, царя и отечества. Понимаете, это истинные патриоты были отечества. Да, сейчас возрождается кадетское движение. Я знаю, вчера Владыка рассказывал, вместе с ним там чай пили, рассказывал, сколько тут кадетских классов, как что. Возрождается. Может быть, оно пойдет. Но почему нельзя на примере наших-то кадетов? Нет. А девочки пишут там, в этом учебнике, должны воспитываться на примере леди. Леди это такая, так сказать, вот дама, которая... Я что-то не пойму. Вот взять, например, Елизавету Федоровну Романову, старшую сестру Александру Федоровну, мученицы, жены императора Николая II, да? Из приличной семьи, дворянской, иностранной, уж леди до мозга костей, иностранными языками владеет и прочее, прочее. Организует потом Марфу Мариинскую обитель. Понимаете? Дело кончается в шахте Алапаевского рудника. Потому что она не могла уехать из России. Ей предлагали уехать, ей говорили. Возможность была еще в Москве, когда она была еще, когда не арестована. Родственники за рубежом, вы же понимаете. Она говорила, что если ребенок болен, как я могу оставить больного ребенка? Вы понимаете, я должна с ним пойти до конца. И меня Господь привел. Я была в этой Алапаевской шахте, я была в этом напольной школе, где они сидели. Вот она и те самые Романовичи, эти братья кланцевые, то есть, ну, клан Романовской семьи был. И вот куда она своей Варвары Кирилловской, как отвезли, там вот по этой дороге мы проехали. Вот, кстати, союз красавной женщины недавно, ну, пару лет назад. То есть, вы понимаете, вот эта вот вся картина, ну, она, понимаете, не лезет для наших девочек. Понимаете? Вот так подмер. Легко, понимаете, делается. И продолжение этого курса тоже в учебниках, которые вот такие среднеусредненные, эстетические, да, там тоже говорится не о русских примерах, отнюдь. Не о русской истории, не о русской культуре, не о русских ценностях. Значит, здесь верное основание. Светская антропология. Ведь, понимаете, вся проблема в человеке. Кто есть человек как субъект воспитания? Вот он наш Васька. Кто он есть как субъект воспитания? Если он обезьяна высокоразвитая, то методика по отношению к нему какая? Дрессировка. Мы его дрессируем. Если это продукт социума, человек результат воздействия социума, значит, мы что должны делать? Воспитывать в законах этого социума. Если, Васька, у нас машина программирована на добро, а потом сбой произошел, ну, пытаемся что-то перепрограммировать разными способами. Понимаете? Антропология лежит в основе нашей методы. Если это образ Божий, то это совершенно другое к нему отношение. Так вот, посмотрим на светскую эту антропологию, науку о человеке. Что она говорит? Она говорит, что человек состоит из двух частей. У нашего Васьки или у нас с вами есть тело и есть душа. А что такое душа?
Душа – это не отдельная субстанция, а свойство высокоорганизованной материи. То есть это свойство моего тела, материального. И поэтому сознание в разных психологических школах – это либо синоним души, либо ее проявление. И по сути дела, психология изучает свойства сознания, свойства моей материи, высокоразвитой. А психиатрия лечит, что делает? Медикаментозными средствами мою материю, изменяя ее состав. Качественные характеристики я меняю. Но ограниченность секулярной науки проявилась еще в том, что еще в XIX веке, в 70-е годы, возникла идея подсознания. Почему? Потому что все объяснить только чисто материальными вещами нельзя. Ведь есть что-то такое в организме человека, что что-то болит, что-то страдает, что-то жаждет, чего-то хочет. Но это никак не желудок, никак не органы чувств, которые... А что-то такое, чего вот... Или с ним происходят какие-то процессы бессознательные, да? И тут появляются разные психологические школы. Одни говорят, что в основе лежат коллективное, бессознательное, там глубоко что-то в нем там такое будет. Другие говорят, что у него не половые инстинкты там у него лежат. Эдипов комплекс там лежит. Верьте во что хотите. Это тень на плетень, потому что на самом деле это нужно принять на веру. Вот принять школу Юма и считать, что это коллективное бессознательное. Принять школу Фрейда и считать, что это всякие рода там половые вещи. Понимаете? Хоть что-то понимаем. Материалистические представления о двухчастной природе человека, все было бы хорошо. Наука, она многообразна в своих проявлениях. Как одна из гипотез, почему бы и нет? Почему бы и нет? Пусть бы была гипотеза себе такая. Как хочешь, пусть существует. Но ведь, понимаете, это не стало просто научной гипотезой, а было положено в основу философии и теории воспитания. Опираясь на такое представление о душе, нам как раз предлагают мировоззрение и образ жизни. Что говорят? Говорят, ценности секулярного мировоззрения исключительно материальные, потому что все лежит в плоскости материи. Душа-то это свойство тела. Смысл жизни это что? Получение удовольствия, особенно сейчас. Это пропагандируется во всех, так сказать, возможных формах. Человек должен получать удовольствие. Не отдавать другому что-то, не жертвовать. Вот, понимаете, однажды у старца одного известного спросили, батюшка, а вот что в деле воспитания нужно сейчас самое главное вот нам делать, вот нам, педагогам? Это было давно, это было лет 15 назад уже. Вот. Спросили, а что же делать, так сказать? Он сказал, вы знаете, говорит, самая главная проблема – это воспитание жертвенности. И вот я потом очень долго думала над этим, действительно, воспитание жертвенности в потребительском обществе. Вы понимаете? А потому что без жертвенности нет любви. И мы не можем с вами возродить. И поэтому в учебниках светской этики понятия о любви нет. Там есть понятие о дружбе. Но любви там нет. Потому что любовь предполагает жертву. А там говорится о дружбе. Более того, там говорится так, что добродетельным является поступок, который бескорыстный. И мы порой считаем, ну действительно, бескорыстный поступок, это, конечно, добродетель. Правильно? Правильно. А теперь я вам покажу пример. Я бескорыстно сочувствую своей подруге, которая не может увести чужого мужа. Мой поступок нравственный, а нет. А он бескорыстный. Понимаете? Вот тут вот такие есть ловцы некоторые, которые нас уводят от истины. Потому что им это выгодно. Чтобы мы через эти курсы духовно раз навязывали иной, не православный образ жизни, а иной, подменяя ценности. Ценности секулярного мировоззрения исключительно материальный. Смысл жизни – получение удовольствий. Особенно, говорю, сейчас. Это вот даже родители, я вот на этом слове еще раз, даже вот как воспитать ответственное родительство. Вот сейчас вы столкнулись с тяжелейшей проблемой. Вы, прежде всего, понимаете, столкнулись с тяжелейшей проблемой. Проблема разрыва семьи и школы. Никогда в советское время этого не было. Но я вела курсы где-то у себя в области, там
сейчас уже город не вспомню, Москву. И вот мы возвращались с одной ученицы к автобусу, значит, идем, ну, там она то все, что спрашивает, в общем, к автобусу. А она говорит, вот только так получилось, что я не работала лет 20 в школе, потому как муж военный, мы с ним где-то в городках, там туда-сюда. В итоге вышел вот на пенсию, переехали опять как бы вот поближе к центру и прочее. Вот. Ну и как-то вот куда еще идти, вот я пошла в школу, сейчас не хватает, взяли там. Вот поставили на курс повышенной квалификации, вот тут я даже что-то делаю. Ну, слушайте, говорю, у меня интереснейший к вам вопрос, один. Вы можете назвать только одно, что случилось с школой за 20 лет. Вот вы работали, она старше меня, даже, может быть, женщина, то есть она там достаточно времени проработала, потом был большой перерыв. Где-то она там в городках работала немножко учителем, ну, где-то там в разъездах, вот. А потом уже вот обосновалась. Я говорю, вот ваше мнение о теперешней школе, только одно. Вот скажите, что бросается в глаза вам категорически, как учителю? Знаете, самое главное и самое первое, что я скажу, это разрыв взаимоотношений с родителями. Это трагедия, понимаете? Если 20 лет назад могла этого условного Ваську взять, поставить, и вы с Машей, мамой и с папой его пропесочивали прям вот конкретно с двух сторон, на него и семья, и школа, а то теперь папаша приходит, ты что на моего наехала? Ты чего моего ругаешь, так сказать? Он же у меня вообще идеал. И все. И мне опереться не на что. Я ему объясняю, что вот вы понимаете, вот ничего не знаю, ты вот сделала, ты не должна, и ты будь добра. А я что? Я хорошо. Понимаете? Вот проблема ответственного родительства. Это крупнейшая педагогическая проблема. И она, к сожалению, лежит на нас, на педагогах. Понимаете? Потому что проблема педагогической культуры родителей всегда являлась повышением, как бы, да, помощи в этом. Всегда являлась задача того классного руководителя, тех классных собраний, повышения. Вот, а как тут вот повышать культуру, если тут нет элементарных понятий? Почему? Потому что брак сейчас создается по удовольствию, но не по жертвенности. Люди с удовольствием, как говорится, и там в браке и без брака расписано, не расписано, они стремятся от этого союза получить удовольствие. Они понимают того, что это прежде всего. Те же не случайно одеваются во время венчания, да, одеваются вот эти венцы. Это же венцы не только славы, это слава будущего ждет. Венцы мученичества. Когда я студентам говорю, дети, говорю, вы знаете о том, что брак – это добровольное мученичество? Они в шоке. Ну да, вот, конечно. А как вы думаете? Нет, вы, конечно, говорите, что вы там по симпатии, по любви, хотя любовь рождается в браке, она не рождается вне брака, она рождается только в браке. В процессе вот этой притирки, этой жертвенности постоянной, вот она только тогда может родиться и называться любовью. А то, что вас объединяет, оно еще не есть любовь. Да, симпатия, эмпатия, там, друг другу приятные отношения, там, ну, не знаю, расчет там какой-то. Ну, как хотите, это ваша проблема. Вот. В конце концов, гормоны сыграли. Ну, кого как что, пожалуйста. Но проблема в том, что потом-то это формируется. Вот о чем речь, понимаете? Вот. И это добровольно мучаешься, потому что сталкиваются два мировоззрения, два вот этих острых камня, которые в процессе жизни должны перетереться и стать вот этими гальками, которые... Знаете, сколько же надо пережить этих углов и всего? Как здесь быть? Вот православная культура, я немножко отвлекаюсь, православная культура дает на это очень хороший ответ. Я когда детям это зачитываю, они у меня удивляются, говорят, да, мы как бы... Знаете, что говорит Господь? Жена да убоится мужа своего. Или еще сразу, да, ну да, вот его должна бояться, он не удовлетворяется, он, так сказать, всегда зарплату приносит. Чего его должна бояться? А вы, мальчики, мотай на ус, если выросли уже. Они выросли, еще на будущее смотрели. Запятая после этого стоит. А муж да возлюбит жену, как Христос возлюбил церковь, положа жизнь за нее. А теперь, девочки, найдите мне такую дуру, которая будет мужа своего оскорблять, не любить, не уважать, которая готова за нее жизнь отдать. Есть семья такая? Я не встречала ни разу. Не среди взрослых человек, не среди маленьких девочек. Вот. А то, что она готова, вот о чем проблема. Понимаете? Воспитание гендерное. Мальчиков-то наши воспитывают, чтобы они готовы к семейственности, да? Чтобы они готовы были положить на алтарь семьи и жизнь, как Христос за церковь. А ведь от девушки не требуется любви. Не требуется. От нее требуется убоиться. Это как?
Понимаете? Скажу. Значит, знаете, однажды мы с своими детьми пришли в монастырь, вожу их иногда там в рамках культурной части и так далее. Вот у нас в рамках этого всего встреча, так сказать, с братьями. Вот у нас настоящий монастырь стоит там одного монаха, который воит детям почти 4 ровесник. И вот мы, значит, заранее запечатали передали. Ну, вот сидим уже после посещения монастыря, значит, сидим. Ну, вопросы самые разные, там, то есть слушают, задавали. Но здесь секулярные, светские дети совершенно от этого далекие. И вот, значит, ну, поговорили, а потом он спрашивает, знаете, говорит, мне очень интересно, говорит, понять, именно, какое вы лично имеете представление о Боге. Потому что я на самом деле всю жизнь как бы жил вот в храме, я как-то вот мне многое, может быть, вы живете не очень понятно, я как такой жизни не жил, но тем не менее. Но вот мне интересно, вывод, они почти ровесники. Как, значит, и вы, кстати, спрашивают, как вы дошли до жизни такой, он рассказывал, как он дошел, ну, все такое доверительное разговор, мне вот ваше представление. И мои дети средние стали рассуждать, говорить на тему, ну, вот то, сё, бабушка говорила, что это вот дух, что это там, ну, какие-то вот такие вот вещи, которые, ну, каждый по-своему высказался, понимаете? Вот. А потом его спрашивают, а вы как считаете? А вот он такой вот привел пример, который я обычно привожу, и, может быть, вам он поможет. Представьте себе, говорит, что есть тот, кто вас бесконечно любит. Не у всех есть отцы, но матери есть у всех. И вот представьте себе, есть та мать, которая готова за этого ребенка, ну, душу свою положить, она готова умереть за этого ребенка, да, за своего. Вот только бесконечница какие-то, да. А вот теперь представьте себе, что она вам, ну, дала какой-то наказ, сказала, что ну, того всего не делали. А вы все-таки взяли, банку варенье, сожрали, пример. Она приходит, спрашивает один. Ну, тут, конечно, кота показываем, кот виноват, конечно, он тут залез в этот шкаф, банку открыл, лапа, например. Вот. Ну, и там еще как-нибудь, да, вот. Ну, потом, я говорю, хорошо, но все-таки если случилось что-то, как вы себя поведете? Вот всегда дети говорят одно и то же. Мы, наверное, попросим прощения, мы, наверное, как-нибудь все-таки, ну, нам нехорошо, мама расстроилась. Я говорю, хорошо, замечательно. А в следующий раз, когда она вам то же самое скажет не делать, вы-то как? Ну, наверное, мы вот... А говорю, почему? Не будете вы это делать, не будете стремиться к этому. Ну, потому что мы очень любим ворчать. Ну, вот и Бог, понимаете, вот и Бог. Что значит страх? Это нежелание, невозможность вот огорчить того, кто тебя бесконечно любит. Это не дядя гаишник, который на птичку выйдет и накажет. Да, превышение скорости, за все. Нет. И поэтому жена боится мужа своего не в плане, так сказать, страха, вот человеческого такого, да? Кстати, об эмоции страха. Вы знаете, когда она появилась в человеческой жизни? Страх есть всегда. Но не всегда он был. А помните эту историю грехопадения? Когда все-таки сожрали, когда начали, там, отец пошел искать, значит, он спрашивает, Адам, где ты? Обращается к разуму, не к чувствам, уже не к разуму. Адам, где ты? А он что отвечает? Убоялись Бога. Вот страх появляется тогда, когда человек без Бога. И отсюда феномен новомучеников, исповедников, потому что они в момент своей смерти всегда были с Богом. И вы знаете, меня саму потряс одна вещь, которую я узнала не так давно, может быть, несколько лет назад. Я рецензировала статью одну девочки, которая занимается историей Высокопетровского монастыря, и она в архивах работала. И вдруг, значит, в статье написано, что священников перестали расстреливать вместе с мирянами примерно через полгода после массовых репрессий. Я ее спрашиваю, да? Она говорит, да. Есть соответствующее постановление НКВД, значит, о том, чтобы прекратить расстрелывать священников вместе с мирянами. Почему? Очень понятно, почему. Потому что священник в момент смерти, он не боялся этой смерти. А проблема в расстрельной команде, которая, так сказать, при этом видела отсутствие страха в глазах человека. А убить человека, который тебя не боится, это, знаете ли, потом можно и помешаться на этом. Значит, что, собственно, происходило. Вы понимаете? Так что здесь очень много. Страх появился, и человек не боится. Помните фильм «Остров», да? Отец Анатолий. Ну, лег уже в гроб, к нему Лев подходит, брат, да? Вот, говорит, страшно умирать-то было. Умирать-то не страшно. Говорит, ходить перед Богом было страшно, а умирать что? И не случайно в православной культуре сие событие называется как? Успение. Это же не страшный термин. Это в католическом искусстве, вы посмотрите, да, там смерть. Смерть Марии.
все картины, вот написано, смерть моя, да, ведь замуж, смерть. А у нас это по-другому, успеем. В этом даже чувствуется какая-то, ну, я не знаю, благодать какой-то, покой какой-то, да. Если переход в другую стадию, так сказать, жизни. Вот о чем речь. Так вот, значит, ценность секулярного вот, получения удовольствия. Я все никак не перейду через эти удовольствия, да. Вот. А что такое нравственные нормы? Это юридически необходимые условия регулирования общественной жизни. Вчера батюшка хорошо ваш местный тут сказал о том, что внешний закон, конечно, для современного человека необходим. Без него, конечно, современный человек не может. Но он недостаточен. И я всегда тоже эту мысль же провожу. Он совершенно недостаточен. Вот смотрите, что такое решает внешний закон? Внешний закон решает только проблему урегулирования конфликта интересов. Вот у меня есть, значит, скрипка, я на ней играю, а сосед мой к станку встает, он будет несчастно сказать. Да? И закон нам твердо говорит, до 11 ты играешь в годину, а потом только с 8. А до этого, значит, будь добра, дай покой народу. Все, урегулировал конфликт интересов. Вот такая вот может быть история. Так, теперь, значит, да, но при этом о нравственности никакой, так сказать, речи нет. С того же самого Васи мы можем говорить, что Вася ходил в красном, в зеленом свете. Он будет ходить. А потом мы говорим, Вася, прояви нравственности не следует по отношению к бабульке, которая рядышком с тобой будет стоять и плохо видит, и слеповатая, помоги через дорогу перейти вместе с тобой. Поможет. Но то, что бабуля при этом кошелек пропадет, мы гарантировать не можем, если никто не видит. Потому что правовые нормы, они не создают условий для нравственного совершенствования личности. Это совершенно другое понятие вещи. Это не значит, скажешь, что Галина тут призывала не соблюдать нормы правового государства. Нет, соблюдать, естественно, так сказать, ни в коем случае, так сказать, никак, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Вот. Приобщение к правовым нормам может быть только через внешнее привитие. Человек просто будет соблюдать закон, знать эти законы, и более того, понимать, что незнание законов, оно не освобождает от ответственности, но, тем не менее, будет понимать, что за это несет наказание. К категории же и удовольствия относятся эстетические наслаждения. И вот при таком подходе духовное наследие церкви – это величие церковной архитектуры, красота иконографических образов, гармония церковной музыки. И вот про это очень часто и говорится на этих уроках. О том, ах, каков храм напротив дома красив. Вы посмотрите, какие вы кокошники, каковы, так сказать, там главы, да? Какова роспись внутри, по правилу какого архитектора он был создан, каким, так сказать, образом, значит, он в истории, так сказать, история там этого храма. Но в доме-то ничего не меняется от этих знаний, ничего. В доме как были, там паутина, комары, там образно выражаясь, да, вот, это тлен, который был в душе, он по-прежнему там остается. Почему? Потому что не раскрываются смыслы, не раскрываются ценности, не раскрывается, зачем это делали люди, для какой цели они это делали, делают ли они это сейчас. Потому что, понимаете, очень часто есть еще и другой крен. Говорится о том, что православие – некий этнографический материал. Было когда-то в нашей Руси, да, мы, значит, вот бабушки наши, я еще помню, как что-то было, да, вот. Некое сообщество граждан, которые там свои, там, условно говоря, резервации, они там могут все что угодно, как себе, понимаете? Так не задается же этот вопрос. И в доме поэтому ничего не меняется. На этих занятиях, на этих уроках не рассказывается о том, зачем строили храм, с какой целью, а сейчас что там происходит, каким образом это происходит. А вот теперь зададимся себе самым прямым вопросом. Можем ли мы реально рассказать ребенку о том, что там происходит, если мы там сами не бываем? Не бываем. Вот мне дети, часто мои 20-летние, да, опять же, дети, говорят, вот как хорошо рассказываете, и так далее, об этом, а вот как-то. Я уже замечательно говорю, вот я могу вам сколько угодно рассказывать про то, что халва сладкая, про то, что, так сказать, вот рецепт такой-сякой халвы, вы даже ее можете приготовить. Но пока мы ее в рот не возьмем, вы же не скажете, что она сладкая или нет. Вот чем дело, понимаете? Так и здесь. Вот проблема нашего профессионализма. Ну,
то же самое красоте иконографических образов. Может, сколько угодно рассказывать об этих иконах, иконописцах, о Рублеве, там, о Троице. Ну, все, что угодно можно говорить. Но если мы не понимаем, мы не знаем, что это окно в другой мир, что это возвращение к первообразу, что это попытка установить, чем икона от картины, в том числе, прежде всего отличается, молельный образ. И что такое в итоге молитва для русского человека, и как она спасала его всегда в трудные времена и беды, понимаете? Но для того, чтобы это рассказать, это надо как-то все-таки понимать и прожить, пережить. То же самое с церковной музыкой. Представление секулярной педагогики, собственно, это и есть культурологический подход. Я имею в виду какой? Рассказать о чем? О величии архитектуры, о красоте образов иконографических, о красоте музыки, о гармонии. Вот это и есть культурологический подход к преподаванию данного предмета. Духовно-нравственное воспитание фактически становится эстетическим. Оно не формирует православного нравственного сознания. И в связи с этим никакого соответствующего поведения. Не показывает человеку православный образ жизни. Оно не побуждает к внутреннему преображению человека. А ведь, собственно, цель и наш с вами главный праздник, знаете, какой? Это праздник преображения. Потому что на самом деле цель и как человеческой жизни, так и педагогики православной, так и вот нравственного воспитания, нацеленности православной культуры. Это преображение личности, преображение внутренним вот этим вот светом, поворотным светом преображения. Вы обратили внимание, как изображаются нимбы на ликах святых русских и католических картинах? Посмотрите когда-нибудь, обратите внимание. У католических шапочка сверху, а у православных изнутри вот так идущего. Почему? Потому что, согласно этой юридической теории спасения, это отдельный сюжет, можно про это говорить, значит, у католиков, это награда сверху. Награда. Медаль на грудь, ник на голову. Вот как святой. Да? Вот. А в русской-то культуре это синергия, то, что светится изнутри, это преображенный человек изнутри. Но это преображение состоялось только светом Господним. Это вот синергия, то, что называется. Да? Это единство, так сказать, человеческой воли, которая устремлена к божественной воле. Это их вот это вот соединение. И Господь, конечно, это не столько даже награда, сколько это констатация факта. Это констатация факта, да. Вот этот человек святой. Это вот подведение как бы итога, понимаете, его вот этой синергетической линии. А у католиков нет, это некая награда. Но это разная догматика. Она вся отражена в искусстве. И вот в моих книгах, я потом, может, и вернусь, там об этом есть. Я подробно об этом скажу. Мне хочется сначала какую-то хоть теорию, пока мы еще с утра немножечко так можем соображать, да? Так вот, духовно-нравственное воспитание фактически становится святее. Оно не формирует нас, не показывает человеку православного образа жизни, не побуждает к внутреннему преображению. А это главная цель, собственно говоря, воспитания нашего. Это преображение личности. В православной же культуре существует ясное и четкое понимание души и духа. Душа – это созданная Богом самостоятельная, личная, разумная, свободная сущность. И у нее, кстати, есть три силы – ум, чувство и воля. И поэтому, если говорить о воспитании души, то нужно обращать внимание на ум, чувство и волю. Причем в какой последовательности, каким образом? Смотрите, чувство возникает независимо от человека. Очень часто, ну, как вот батюшка не сравнил, значит, на уроках лекции побывала, он подобные вещи говорил и сказал, вот ветер гуляет, вот пальто запахнуть невозможно, вот так они и чувствуют, так сказать, они же вот возникают в силу раны, да, чувства. Вот. А дальше должен включаться ум, который эти чувства отделяет истинные и ложные. Да? Ну, детям я обычно на примере, я в таком возрасте, что мне приходится об этом говорить, чувство первой любви. Замечательное было чувство. Это то, что приходит к человеку, ну, впервые, один раз в жизни человек это переживает. Вторая любовь будет не такая, как первая. Это радость, это, так сказать, невероятный подъем. Так сказать. Что, собственно, это такое? Это перед человеком предстает идеальный образ партнера, да, идеальный образ, ну, допустим, перед мальчиком и девочкой. Это то, как эту девочку Господь задумал, вот в ее красоте духовной. Вот.
И очень часто вот эти чувства, они влекут совершенно, так сказать, человека, и увлекают, и без всякого ума, и без всякой воли, так сказать, там дальше начинается ничего. Понимаете? А почему? А как здесь нужно? А ум для чего тебе дам? Для того, чтобы ты задал вопрос об идеале. Есть ли вот идеальный на земле образ? Его нет. И в этой девочке наверняка что-то есть такое. Другое дело, то сможешь ли ты с этим потом смириться, жить можно. Это вполне вероятно, это решаемо, как говорится, и прочее. Но для этого надо сначала задать себе вопрос. Допущу я эти чувства, которые перевернут мою всю душу, так сказать, к себе, в душу, я их допущу или нет? Или я все-таки остановлюсь на этом и подумаю. Ну, я и такие образы говорю, мои дети взрослые. У вас, может быть, другие, так сказать, детки маленькие, у них нет еще, может, там, первой любви, но есть другие чувства, злобы, я не знаю, там, ненависти, еще каких-то вещей, там, жадности. Это же все, вот на этих примерах это тоже можно построить. Допустишь ты в себе, это и не допустишь. Вот. А дальше включается воля, которая говорит, нет, не допущу, не буду, не хочу, не возьму. Понимаете? Вот он чувствует, вот так вот идет воспитание, так сказать, души. Значит, а дух, согласно христианскому православному пониманию, это высшая способность души, посредством которой человек связывается с Богом. Конечно, мы не можем в школе, в светской, секулярной, заниматься воспитанием духа, потому что на самом деле без церкви, без таинств, без участия в духовной жизни, вот, церковной, единой, литургической, да, это сделать нельзя. Нельзя. На то и есть, так сказать, вот, таинства церковные, которые помогают человеку жить. Но что мы можем? Мы можем вполне рассказать детям, каким образом православные воспитывали свой дух. Говорить мы об этом можем. Это возврат к культуре, это традиция. Мы не призываем к этому. Мы не говорим, что давайте-ка мы все с вами вот тут сейчас этим займемся. Нет, мы говорим, что Александр Невский перед своим боем, или Кутузов, всем известная история, перед Бородином, для подъема духа солдат, да, икона и так далее, и так далее. Понимаете, вот много исторических примеров, которые могут нам... Ну, жила там, ну что, вот это, ничего это такое. Так что на самом деле про это мы говорить можем, о том, как воспитывался дух. Конечно, если будет вдруг задан такой вопрос, а у меня, конечно, такие вопросы были, понятное дело, дети подходят индивидуально и говорят, а что же мне делать, я хочу. Я в таком случае говорю, что я тебе могу помочь, если хочешь, пожалуйста. До ворот храма я тебя доведу. Я имею на это полное право, как светский учитель. Ну, а дальше ты уже решай сам. В вашем случае это мы с родителями. Но опять же мы переживаем трагическую ситуацию. Впервые в педагогике в российской, да, такой не было никогда. В чем это заключается? В том, что дети очень часто начинают, ну, словечко такое, церковляться, да, очень часто приходят к Богу, хотят идти в церковь и хотят участвовать как-то в церковной жизни гораздо быстрее родителей. Да, это сплошь и рядом. И мы попадаем в психотравмирующую ситуацию. Когда он приходит домой и говорит, ой, мама, ты знаешь, моя мама сказала, что это правда. Это правда. Вот. И, конечно, разгневанная мама приходит к Марье Ивановне и говорит, Марья Ивановна, ты чего тут моему внушаешь всякие байки, как истину? Да? И это тяжелейшая работа, перед которой вам вот сталкиваться, я прекрасно это понимаю. Но рецептов нельзя дать, потому что на самом деле сейчас вообще в наш компьютерный век меняется роль, так сказать, отцов и детей. В каком плане? В том смысле, что дети получают эту информацию любую значительно быстрее, чем родители. Родители часто отстают. Но тут в нашем случае, вот, как я вначале начала говорить, да, тут еще особый случай. Потому что у деток маленьких, как вы работаете, да, вот, существует так называемый мифологический этап сознания. Это то, с чем пытались большевики бороться, но очень быстро отказались. Когда, значит, победила советская власть, там, значит, была идея о том, что сказки мы должны изъять. Потому что они про Кощеев Бессмертных, там, про всяких Василис Прекрасных и прочее, они не готовят к своей будущей жизни, нам нужно, так сказать, реально. Но вы знаете, очень быстро опомнились и поняли, что без вот, мифологического этого этапа сознания ребенок становится ущербным психологически.
И поэтому сказки были полноправно возвращены. Я не говорю, что православная религия или культура – это сказка. Нет. Это мифологический этап сознания. Ребенок вот этих всех ангелов, архангелов, и все, весь духовный мир, он ощущает как реальность. Он могу сколько угодно рассказывать про то, что как медали, как каждый вечер к нему ангел конкретно приходит. И с ним он беседует вполне может. А кто его знает? Понимаете? Вот, кто его знает? Это мы с вами сейчас критически будем относиться. А вообще есть ли там? А как они выглядят? А ребенок вам расскажет, как он выглядит, и как он, так сказать, будет себя чувствовать. Потому что на самом деле, я даже телефон включить, я забыла, мифологический этап сознания, он совершенно, так сказать, реально существует, вы понимаете? И поэтому на самом деле, сейчас я еще скажу одну вещь, что телефон хочу отключить. Вот. Виктор Иванович Слободчиков, такой есть православный психолог, вот, он ввел еще такое понятие, как растление. Но не в смысле половой распущенности, как нам обычно так как-то приходит, а в другом. Сейчас я поясню, какого. А я к чему это хочу сказать? Потому что почему детей надо приобщать к православным ценностям на более раннем возрасте, чем почему детские сады и все это. Потому что это на самом деле психологические условия. Поясняю, мифологический этап сознания. Что еще такое понятие растления? Да? Виктор говорит следующее, что если ребенок получает информацию о чем-либо ранее времени, когда ему это положено иметь, то потом, спустя то время некоторое, он в этот возраст входит, эта информация все равно ему дается, потому что по возрасту положено, но у него уже об этом есть представление свое. Понимаете, своя оценка, свое представление, свое понимание. И вот, чтобы сформировать потом правильное понимание об этом, это же надо теперь уже перевоспитывать. Поэтому вот эти все методики раннего развития, они все крайне опасны для психического здоровья, на самом деле, ребенка. Но есть в то же время вещи, которые он обязан знать в раннем возрасте. И на этом, так сказать, строится дальше его духовная жизнь, его нравственная жизнь, его становление как личности. Вот к этим вещам как раз относится знание о духовном мире, потому что мифологический этап сознания, он дает полную картину наличия реальности этого мира. Это взрослый человек уже так себе 35 раз еще спросит. Мне дети мои говорят, он говорил, ну пока я чуть не увижу, я не поверю, вы так все хорошо рассказываете. Все. Я говорю, ну как же я тебе могу донести до тебя истину, если я тебе уже говорю, что чудо совершилось, Христос-то воскрес. А что, правда, что ли? Ну, правда. Ну, вот как хочешь, вот ответ, что нет. Знаете, вот нет. Вот уже вот, критические оценки, а вы мне вот покажите, мне не покажите. Я считаю курсы легавидения, поэтому все прочее. Да. Я как сейчас помню, здесь стою, здесь, например, подсидит ребенок первокурсник. Нет, на разных курсах, курсы это суть первый. Я говорю, что легавидение – это наука, которая изучает закономерности поведения религии, религиозное сознание и так далее. А он мне говорит, а вы мне докажите, что Бог есть. Я говорю, а вот ты знаешь, вот это не входит в предмет и задачи легавидения. Доказывать теперь, если нет. В чем дело кончилось? Годовой курс. Там прошли религии, в том числе христианство, все. На экзамене ему достались что-то там основные этапы жизни Христа, или что-то там, какая-то сейчас не помните. Вот он взял это и говорит, слушайте, какие же все-таки они были, слово говорит, там нехорошие, какие же все-таки были, какие, ну, не повнимательно, я не хочу расслаблять всю аудиторию, да, все-таки были. Как же они могли Христа распять? Нет, вот скажите мне. А я по себе сижу и думаю, а вот она метаморфоза в сознании. Ты ничего говорил-то в сентябре, а что ты мне сейчас в мае спрашиваешь? А? Значит, идет процесс, идет, вы понимаете, идет. Вопрос в нужном направлении, ну как быстро, у каждого свое. Так вот, значит, возвращаемся к антропологии, да, православной антропологии. Душа и дух, да. Душа – это отдельно созданная Богом самостоятельная личная разумная сущность, дух – высшая способность души побеждать Бога. В иерархии православных ценностей дух первичен. И какой дух связывает людей-то в церкви? Дух любви, милосердия, сострадания, терпения, прощения. И вот очень важный вопрос-то какой? В конце в самом написано. Это те положительные нравственные свойства характера, которые определяются волей и поступком. Это мой выбор, быть ли мне милосердным или нет. Быть ли мне сострадательным или нет. Терпеть ли мне. Прощать ли мне? Это мой личный выбор, вы понимаете?
И вот проблема нравственного идеала православного, она как раз формируется через добродетели, через свободный выбор человека этого пути. Безмерно трудная задача, безмерная. Более того, в силу наличия человеческой свободы. Вот смотрите, вот лужа. Не пей, козленочком станешь. Да? И мы все прекрасно знаем. Более того, согласно нормативным документам последним, мы создали уклад школьной жизни. И у нас единый стержень, допустим, в образовательном учреждении через ценности там православные и так далее, духовные, высокие, традиционные, мы пытаемся всех учителя, всех предметов, нашего несчастного батюшку отвергнуть от этой души, чтобы он не пил и как он не стал. Историки рассказывают про Александра Невского и других героев, которые, значит, боролись с теми, кто когда-то выпил и так далее. Классическая литература, учитель рассказывает о том, как герои классической литературы были те, которые выпили и выплюнули, которые 2 раза глотнули, у которых там все про это. Химик рассказывает о том, что не только пить, нюхать невозможно. Доказывает формулами, все знают, твердо нельзя. Да? Вот. Физкультурник учит прыгать с 6-го без 6, чтобы твердо и ясно, уж точно было. И т.д. и т.п. Завхоз во избежание неприятностей забил лужу доской. Ну что будет виноват, в итоге будет виноват завхоз. Вот. Все. И что у нашего Васи нет возможности выпить из этой лужи? Напросто. Напросто. Так вот, наша задача-то еще и ставить козлу. И вот наша задача-то какая? Нет, это не значит, что ему не надо рассказывать на своих предметах. Надо об этом во всем рассказывать. Но всегда помнить, что благодаря наличию этой самой свободы он может ее употребить не во благо себе. И что же нам после этого делать? А то, что Господь делает, любить, бесконечно любить и пытаться помочь этому Ваське опять скинуть в себя козлиный облик, продолжать любить. Но вот винить себя за тот выбор, который он сделает, наверное, не стоит. Потому что на самом деле у него есть свобода. Вы знаете, я очень сильно переживала тоже в свое время за студентов в том смысле, что вот предмет даешь свой, говоришь, на экзамене буду спрашивать, вот 3 шкуры за это, если ты мне вот это ответишь. Ну, там, например, в 1961 году от моего крепостного права крестьянам выдавались душевые наделы. Регулярно на каждом экзамене я получаю, что выдавались отрезки. А отрезки – это как раз то, что отрезалось от надела. То есть это принципиально неверно, понимаете? И я предупреждаю, когда реформе рассказываю, граждане, дорогие мои, имейте в виду, наделы давали, отрезки отрезали. Участков понятия не было. Это 6 соток, это ваше представление. То есть имейте в виду. Ну, вот за это буду прям, и шо, билет. Отрезки выдавали, понимаете? Вот. И я и так, и сяк, и билась, и бьюсь, пока не прочитала памятку по работе с заключенными, Свято-Тихвинском институте. Нет, серьезно, я понимаю, что это смешно, всегда бывает Израиль такой смешок, но почему? А там было на 5-10 страницах описано там всякие страхи, и как работать, и то, и все, и сплитки передаются через письма, там, и всякие прочие вещи. И в конце было написано о том, что если благодаря вам ваш подопечный принял таинство святого крещения, и даже если благодаря вам он стал на путь духовного развития, но вышел и сел, крупно, не надо себя винить. И очень крупно, потому что у него есть свобода. Вы понимаете? А к чему приводят наши педагогические методы? Мы порой ребенка не формируем ответственности. Вот свобода, ответственность, да? Не формируем, это связка. Не формируем. Почему? Потому что мы пытаемся за него решить его свободный выбор. Мы боимся, что он получит результат, который нас не удовлетворит, и который, так сказать, в результате, и нам создаст только проблему его выбора. И в итоге мы пытаемся, а ведь ответственность как формируется? Через вот такого рода падения, через такого рода, так сказать, преодоления. Да, вот он упал, да, он встает, он теперь понимает, что он раз не пойдет. Но у нас ведь проблема, ты знаете, еще помимо того, что опекунство вот такое вот, что-то материнство такого плана, когда в семье-то мама в основном сейчас воспитывает. Мама, понимаете? А мамы, парни с разбитыми коленками, рваными штанами, недавно купленными, вы понимаете, чуть ли не на последние деньги. Значит, прижите, ладно, девушка просто рядом со мной идет, за руку, и все. Ну, мы не понимаем, не получаем ни в итоге ответственного отца потом, в итоге в лице этого мальчика,
И это девочки, которые сверхопеки просто делают. Вы меня только поймите правильно. Вы сейчас скажете, что призывает там. Не призываю я к распущенности. Конечно, должна быть вот раньше, особенно маленьким детям, конечно. Как Сухомлинский что говорил? Ребенок должен знать 3 вещи. Какие? Надо, можно, нельзя. Понимаете? Должен. Он должен знать. Вот. Естественно, маленький. Но, тем не менее, все равно мы должны понимать, что... Вы понимаете, ну берите образ вот, того же блудного сына. Ну что, ну никогда что ли, ну что, отец его не воспитывал, что ли? Не говорил ему, что хорошо, что плохо. Ты что он сотворил-то? Ведь он же сотворил вероятную вещь. Он фактически отца похоронил. Это был младший сын в семье, младший. Ведь на Востоке до сего дня дети знают, все, ну семья прекрасно знает, что родители упокоятся потом в семье младшего сына. Это его долг, его обязанность святая. Это не значит, что не будут себе помогать. Все будут помогать, но тем не менее жить родители будут с младшим. И младший знает, что это его долг. Ребята, тут он его хоронит уже фактически. Вы заметили или нет? Вот в этот момент что-нибудь отец сказал, типа того же, нет, не дам, говорит, нет. Он ему сказал, хорошо. Он дал ему, пошел. Понимаете? А что делал-то отец? Отец каждую секунду на эту дорогу смотрел, бесконечно смотрел, потому что он ждал. Просто у меня есть фильм небольшой, в интернете он тоже размещен, музыка одна идет, никаких слов, действий. Фильм игровой, вот об этом. Каким образом? Отпустивший, так сказать, на волю, да, этого сына отец, вспоминает своей вот этой хибарке, это же было в пустыне, там это вот такая соответствующая, так сказать, обстановка, вспоминает, как он дудочку этому ребенку подарил, ему сны соответствующие снятся, как они с этим ребенком играли, как они, так сказать, вместе там ребенка встречал после долгой разлуки. Понимаете? То есть отец это все переживает, для него это трагедия, конечно, огромная трагедия. Да и, понимаете, свобода, она даже и тут не приходит. Да? Ну, дальше потом конфликт со старшим братом, это другой вопрос. Я не к тому, я к тому призываю, что вот как воспитать ответственность, да? Только через, когда человек получит результат своей свободы. Он должен быть педагогически, конечно, контролируемый. Вот. И чем меньше дети, тем легче это сделать. Но проблема добродетелей – это как раз проблема выбора человека. И вот формировать личностно значимый идеал, о котором я там вчера, допустим, говорила, кто-то, может быть, слышал, возможно только через добровольность вот такую, через добровольный выбор. Это можно сделать. Можно, в детском возрасте можно. Поэтому нравственное возрождение общества начинается тогда, когда человек, независимо от своего нынешнего внутреннего состояния, положения в социуме, свободно и сознательно избирает для себя путь добродетели. Это определенная система морали, как практическая часть христианского мировоззрения, которая, в отличие от секулярного аналога, не прививается изнутри. Если в первом случае можно рассказать, что хорошо, что плохо, что ходить на зеленый свет хорошо, а на красный плохо, вот, формируется изнутри путем преображения личности самого человека, потому что она обеспечивает единство мысли, чувства, слова, дела, убеждений. Это очень важно. И вот второе понятие, которое хотели мы разобрать, подмену понятий. Вот я вам на первом случае показала, что идет подмена духовного нравственного воспитания эстетическим, через якобы культурологический характер предмета. Культурологический характер объявляется как вот такой вот внешней культурологии, говорится, что да, в каком году, когда, что было построено, но он чуть-чуть меняется. А смысл-то ценностях не говорится. Почему? Умышленно. Умышленно. Потому что если люди будут избирать путь добродетеля, то никто не будет избирать Пепси. А все будут пить русский квас. И тогда, да, понимаете, я образно выражаюсь, я надеюсь, вы понимаете, да? Итак, словари. Вот я читаю словари секулярные про совесть. Смотрите, как интересно. Совесть в одном словаре пишут. Категория этики. Эта категория, вот надо было и убрать здесь. Категория этики. Характеризующая способность личности осуществлять нравственный самоконтроль. Самостоятельно формулировать нравственные обязанности, производить самооценку совершенных поступков. Но простите, а на основе какого критерия я буду эту самооценку делать? А не говорится ничего. Значит, этот критерий я сама себе выбираю.
И у меня критерий, пожалуйста, вот условно говоря, убийца, который не расчленил, он просто убил. И для меня это уже, так сказать, великое достижение. Понимаете? Вот в чем дело. А на самом деле в христианской культуре помыслить об этом невозможно. Это уже является грехом. Вот. Критерий отбора этого образца, по которому я буду нравственный самоконтроль совершать, где он? Да нет его. Понимаете? А мы порой ведемся на это, с нравственным самоконтролем. А где образец контроля? Читаем другой словарь. Да, читаем другой словарь. Потребность нести ответственность за свои поступки. Совесть от потребности нести ответственность за свои поступки. Простите, а как сформировать ответственность? Нет, ничего не говорится. Вот если у меня есть ответственность за свои поступки, значит, я совестный человек. Если нет, значит, что я бессовестный, что ли? Третье называют совестью эмоциональное состояние. Это вообще потрясающе. Формируешься под воздействием когнитивного диссонанса. Сейчас я по-русски скажу. Между тем, что есть, и тем, что должно. По-русски это звучит так. Человек, в принципе, знает, что должно. Это философская категория долженствования. То есть то, чего должно быть. Вот что является как бы мерилом, критерием. Да? И он этого не имеет. И вот этот вот внутренний диссонанс, который возникает, он знает, что должно быть так, а этого нет. Вот это и есть совесть, которая его, так сказать, мучает. Но вопрос. А что лежит в основе? А должно – это категория общественного сознания. Так что лежит в основе этого общественного сознания? Ну, простите, у большевиков была одна общественная мораль, на Святой Руси была другая общественная мораль. И что? И где тут критерий совести? Как? Я не вписала еще четвертое, я тут недавно читала, несколько лет назад читала диссертацию одну, уже защищенную, кандидата педнаук, на тему воспитание чувства совести у старшеклассников, что там на каких-то примерах. Значит, получается, что совесть – это чувство. Но чувства, дорогие мои, они лобильные, то есть они подвижные. Это что значит, совесть у меня сегодня есть, завтра нету? Она большая, маленькая у меня, хорошая, там, красивая, некрасивая. Ну, такие чувства, да? Вот, знаете, так что же вопрос? И вот, в то же время мы тут можем с легкостью рассуждать, да, мы формируем совесть у детей. Какую совесть? О чем речь-то? А понятие одно и то же. Одно и то же понятие. В православной же культуре совесть – это голос Божий, который в душе человека. Вот возьмите, пожалуйста. И, кстати говоря, наличие совести – это одно из морально-нравственных доказательств существования Бога. Есть две концепции таких, где прям противоположных доктрины. Одни утверждают, что Бога выдумал человек, и выдумал его, потому что там страх был, то, все было, 25 причин, так 7-8 гипотез разных, почему он выдумал. А вторая говорит о том, что нет, Бог существует объективно, и человек просто его открывает, так сказать. Да? И вот одно из этих вот вторых – это морально-нравственное доказательство существования Бога. Всегда во всех культурах вот это вот понятие, так сказать, совести, оно в человеке было. Я детям обычно привожу пример Раскольникова. Говорю, вот, пожалуйста, дядька, который четко совершенно студент, который четко совершенно продумал концепцию жизненную, он совершенно абсолютно хладнокровно, абсолютно доказательно для себя, без всяких угрызений каких-либо там внутренних, он спокойненько убивает эту самую старушку-проценщицу, считая, что он делает благо. Но вопрос, кто его спас? Кто? И вот после долгих размышлений мы вспоминаем Елизавету, которую он убил под руку, сестру, которая тут появилась. И вот сестра-то его, покойная, и вытянула, потому что она своей этой смертью, безвинной совершенно, и первая смерть была безвинной, но она обретала черты доказательства. А это попало под горячую руку. И Раскольников не мог понять, вот, какое место эта Елизавета занимает. Но тут еще и Сонечка добавила с ее, так сказать, рассуждением, понимаете? И вот это, что пробудилось в нем? Вот это самая совесть. Мне всегда говорят, ну так про эту совесть говорить все. А сколько же бессовестных людей на свете? Я говорю, а давайте, дети, говорю, проведем эксперимент. Ты лично готов на эксперимент? Ну, давайте проведем. Тебе сколько лет? 20. Я говорю, замечательно, давай 20 лет ты не будешь чистить зубы следующие 20 лет. Да ладно, да что со мной будет, это правильно. Зубы ты чистишь, можешь ты 2 раза в день поди. А совесть-то когда последний раз очищалась? А вспомните-ка вы маленького принца. Что он делал по утру,
когда просыпался на своей планете? Первое, что он делал, он искал бабы. Потому что если они пустят корни, то планета разберется на части. Значит, надо прежде всего выдернуть росточек маленький, то, чего, так сказать, это там уже появилось. Если вот это окно 20 лет не быть, то будет казаться, что весь мир за окном черный. А побольше окно видишь, и место весь посветлел. Проблема-то в очищении совести, пробуждении, в очищении, а не в том, что ее там нету. Вот в чем дело. И поэтому вот, я говорю, вот дети, да, те же самые маленькие, вот обращайте внимание, не случайно поэтому вот в православной культуре, ведь как бы было принято, да, в литургической практике церковной, до 7 лет дети, да, младенцы, да, они вроде как к причастию могут идти без исповеди. Ну, почему? Потому что до этого возраста они не могут как бы дать еще полноценную оценку своему поступку, вот оценить как бы его с позиции вот этих нравственных. Хотя мне батюшки некоторые говорили, что я говорит, допускаю к причастию в более раннем возрасте, вернее, к этому, к исповеди в более раннем возрасте, если ребенок уже чувствует, что он хочет что-то рассказать, что-то его гнетет, какая-то проблема. Ну, конфетку у сестры там отнял, там, ударил котенка, там, еще что-то. Ну, страдает от этого. Ну, почему не помочь? Я просто не думаю на это. То есть, понимаете, вот. Проблема в том, что формировать вот это внимательное отношение к внутреннему своему миру, это очищать эти баобабы, это все время вырывать. А что сегодня? Вот эта практика, которую, конечно, практиковать в школе секулярно мы с вами не можем. Но рассказать ребенку о том, как его сверстники занимались, например, говением, и слово говение вообще непонятно сейчас, в принципе, что это такое. А ведь это же восходит к благоговению, то есть это единый корень, так сказать, да? Благодаря такому отношению к своему внутреннему миру, его очищению, человек получал это вот благоговение. Вот рассказать ему, как это вот делали твои сверстники, 100 лет назад. Знаешь, глядишь, он тоже задумается, глядишь, захочет попробовать, почему бы, так сказать, нет. Вот, да, значит, воспитание совести заключается в чем? В пробуждении, конечно, в укреплении, в просветлении. Это возможно на пути возрастания при помощи церкви. Конечно, в секулярной школе общественной это ограничено, но я еще раз говорю, мы можем говорить о том, как это делается. Как готовить халву, короче говоря. Да? При секуляризованном подходе образ жизни православных людей, какие-то ритуалы, обряды, традиции, определенной группы верующих или даже некие этнографические материалы с бабушками сундуками. Толерантность, словечко такое ныне модное, требует уважения подобного рода представлений, наряду с уважением образа жизни тех, кто считает себя приверженцами иного мировоззренческого выбора. И вот это и есть тот самый релятивизм, в условиях которого нам приходится сейчас жить, релятивистская философия. Почему у нас этих модулей, вот такая вот, кроме традиционных религиозных 4, да, ислам, буддизм, иудаизм, христианство наше православное, да, есть еще совершенно ничего не решаемый модуль основы мировых религий. В этом возрасте он ничего не решает. Почему? Потому что требуется задача какая? Значит, укоренение ребенка в своей традиции, да, с помощью мировоззрения, а как он может в таком информативном сравнительном модуле это сформировать? Никак. Сравнительное религоведение хорошо в старших классах или в институте. Я читаю религоведение в сравнительном таком плане. У меня идет сравнительная концепция. Вот, допустим, авраамистические религии, вот проблема, к примеру, грехопадения этого несчастного ягу, что сожрали, или даже антропологии, причем еще раньше, прежде чем съели, мы еще родились. Так вот, каков человек в представлении христиан, причем разных, православных, католиков и так далее, каков человек в представлении иудеев, в представлении ислама, что буддизм про это говорит. У меня студенты с удовольствием слушают, это интересно. Потом мы начинаем смотреть, а как эти религии, кроме буддизма, они к этому никак, а вот остальные к этому относятся как они относятся к этому грехопадению, каковы последствия. Да это же 20-летние дети. Более того, это возраст определенный, им надо выбирать жизненную позицию, концепцию, они сравнивают и так далее. А маленьким-то детям, так сказать, понимаете, о чем говорить в мировых религиях? О том, что там синагоги, а здесь сказать, храмы, ну и что? Как это решает проблему мировой школы? Никак. А вот светская этика, она как раз-таки представляет опасность. Опасность с точки зрения формирования, так сказать,
такого секуляризованного сознания, образа жизни. Я пытаюсь вам все время показать, потому что это не наш образ жизни, нам там навязывается. Вот. Так вот, релятивизм, он как раз-таки лежит в основе вот этой всей концепции этих модулей. И почему до сих пор основы духовной расы культуры народа России не могут наконец обрести вот той черты, о которой мы с вами говорили в начале, продолжение, так сказать, как бы этого курса. Потому что идет борьба в рамках релятивизма. Что это такое? Быть атеистом сейчас не модно. Сейчас вам любой скажет, что он верит. У него, у каждого свой Бог. Ну как? Очень редко вы можете найти человека, который скажет, что вот, у него, знаете, вот такое представление об этом. Да? Что нет, у релятивизма это убеждение, что нет единой истины, одинаковой для всех людей, а есть множество истин, удобных, полезных, убедительных для одних лиц, но неприемлемых для других. Поэтому как это урегулировать? Правовой нормой. Вы хотите верить в этого, ну и верьте, а я вот в это верю. Верьте, вот, пожалуйста, исповедуйте. В релятивизме истина и ложь относительные и определяются самим человеком. А нравственные законы не существуют объективно, так как ни одно моральное суждение нельзя считать ни истинным, ни ложным. Потому что если одно из них признать истинным, а второе ложным, то это будет крах релятивизма. Потому что релятивизм утверждает, что все должно быть одинаково. И да, и любая точка зрения в морали, вот тут последняя фраза, она оправданная. И отсюда попытка в нашем курсе «Основы духовной расы культурной народа России» навязать вот эту среднюю мораль. Потому что это как бы одинаковое все. Ну, какая разница? Вот у того же Гусейнова великие моралисты России. Там тебе и Будда, там тебе и Христос, там тебе и этот самый Мухаммед. Вот оно, пожалуйста, все, они говорили как бы об одном. Средняя некая мораль. Они одинаково правы. Но лукавство релятивистского подхода стоит в том, что в отличие от примитивного атеизма он не отрицает Бога. Для тех, кто хочет в него верить. Но очень важно следующее. Но допускает его существование лишь как идею, а не как личность. Потому что если Бог – личность, то с ним надо считаться, выстраивать соответствующую нравственную систему. А это противоречит релятивизму. Все нравственные системы должны быть равны. Значит, Бог – это некая идея, но не личность. К чему это дальше приводит? Это же опять же из области подмен понятий. Именно нежелание признать реальное существование абсолютного нравственного идеала является основанием для искажения святоотеческого понимания основных нравственных категорий обстоятельских понятий. Искажение носит системный характер. Эти подмены стали особенно опасны, про это я говорила. Так, поэтому релятивист духовности не сам Бог, его нравственные законы, а внешние проявления духовности, ее видимые образы. Церковное здание. Бог, он у каждого свой. Такой, каким каждый хочет его видеть. Слушайте, как же это удобно. Мой карманный Бог. Я с ним четко договорилась, что могу делать, что не могу. И получается, что я чуть ли не святой уже. Я же соблюдаю договоренности. Но это удобно и комфортно. Но это не решает проблем нравственного возрождения личности и общества. Фактически уничтожается всякое зло и нравственное мерило, потому что нет единого критерия. Секуляризованная педагогика ставит целью всестороннее воспитание личности. Слышали такой термин? 100 раз уже слышали, наверное, и все время нас навязывают это. А что это значит? Это значит, тело, душа и дух должны быть развиты всесторонне. А на самом-то деле личность-то иерархически устроена. Иерархия. Душа, дух, душа и тело. Воспитывать-то надо в этой последовательности. И четких абсолютных критериев личного нравственного выбора. Это будет смешение в индивидуальном сознании критериев добра и зла. И в зависимости от ситуации они легко меняются местами. Вот от чего человек выбирает порой, так сказать, путь, который для него ложен. Потому что он не видит из-за этих подмен истинного пути. Скоро я закончу теорию, мы перейдем к каким-то более симпатичным вопросам. Вот именно проблема выбора вектора воспитания, всестороннее развитие или иерархическое устройство
является мировоззренческим выбором между принципами секуляризованной и православной педагогики. Потому что православная педагогика, она основана на принципе иерархичного устройства человека, трехчастного и иерархического устройства. А секулярный говорит о том, что он двухчастный и всесторонний. И проблема общества потребления, она как раз с этим связана. Кого мы формируем на наших занятиях? В отличие от релятивизма, в православной культуре нравственные ценности абсолютны, так как абсолютным является их источник. Бог обладает полнотой и совершенством, он свят. Но, что очень важно, это не отдаленная святость, какая-то там где-то, у кого-то бывшая, а это то, к чему каждый человек может быть сопричастен, стать частью этой святости. Так как Новый Завет явил полноту божества в человеческой плоти, и Церковь дает такую возможность человеку соединиться с Богом в таинстве причастия. Вы понимаете? Подмена абсолютного идеала в духовно-нравственном воспитании не есть случайная субституция, возвращаемся к началу, является умышленным действием по изменению образа жизни и вектора воспитания, когда нам вот под этими якобы имеющими место понятиями скрываются совершенно другие ценности, а мы порой их не видим и не замечаем. Вот. Она фактически утверждает возможность формирования у безбожного человека способности самому определять истинность добра и зла в своей жизни. И под видом обретения подлинной свободы. Хотя на самом деле он закабаляется, так сказать, еще больше. Ну, наверное, здесь надо... Ну, можете вот это записать, конечно, адрес и телефон, это мои координаты в том числе. Вот. А я, значит, может быть, что у нас уже? Немножко, так сказать, вам дать, не знаю, отдыхать, давайте, или так, продолжить. Просто продолжить уже, так сказать, не в таком тяжелом режиме. До 12? До часу. До часу? Мы до часу. Тогда нам надо отдохнуть. Вам надо 5 минут, да, девочки? Давайте мы это переживем. Если какие-то есть вопросы, переживем и переживем, какие-то вопросы. А потом во второй части я планировала кучу посуды принесла, рассказать, показать, что это такое, чем можно пользоваться, как, да, вот. То есть, как хотите, можно посмотреть видики, ролики, там, ну, что-то вот, уже поразвлечься немножко, так сказать, да. Вот. Если есть вопросы, очень прошу, вопросы задавать, пожалуйста. Значит, да, сколько отдыхаете? 10 минут или 5? На моих часах, они неправильно, они немножко спешат, примерно без 18 минут. Когда заканчиваем? Ну, давайте, 10 минут, да? По моим без 10 я Нет, у меня не вперед сейчас. Ну, короче, ладно, давайте. 7 без 8, да. Заходите, потому что интересно дальше будет. Я уже не буду так заумно дальше вас мучить. Нет, девчонки, ну надо об этом говорить, понимаете, наши дурят наглые совершенно, а мы порой не видим, что там подсобно. Что там подсобно?
Что раньше было буфет был, а сейчас нет буфета? Конечно, все правильно, чтобы спокойно нет. А чиз буфет убрали, да? Очень хорошо было бы чай. Да, чай, сейчас хороший, да, выпечка. Да, я помню, знакомились там. Толпе сюрприз, да? Вечер на вечер делать даже, да? Да, это надо было сейчас.
Внизу, наверх может сделать. Ну, Она просто зайдет. 5 минут пусть проветрится, а потом закроет вообще. Мой предупредил, что убегу. Вам будет, наверное, нет? Да нет, пускай пока. То есть мне нужно свежий воздух просто. Вот. Я хотела узнать, там вверх, как бы он сильно закрывается, ну, вот этот козырек такой. Закрой. Ну, есть, знаете, которые вот немножко как бы закрываются. Верх, вот, который у этих самых. Ну, это же самки коляска у вас, да? Ага. Или можно у вас их посмотреть? Слушай, ну, Ольга на месте, я вообще ей уже отправляла. Декабрьские у меня уже готовы. Я уже даже ей отправила. Конечно, конечно. Оно там у меня... Ты вычислила сама. Пенсионный фонд? Хорошо, ну да, в 11:30 я уже буду перед компьютером, так что я тебя Слушай, а хорошо, интересно, ну вот сейчас подойдет, я правда сейчас она сказала, что будет 15 в начале, она расскажет про это, потому что я подумала, что... А вы можете вот Вы заходите, получается, сюда.
фотографируй и отправь. Я задумала. Все, давайте, девчонки, может, не будет интересно. Потом будет еще свободно. Так, давайте теперь я вам сейчас вот о пособиях, о материалах, о чем-то еще расскажу, вопросы на какие-то ваши ответы, может быть, вот каким-то таким образом. Так. Так, не знаю, пока. Значит, начнем вот с этого, да? Значит, как вы уже поняли из моих таких велеречивых, так сказать, бесед, о том, что у нас есть, конечно, тяжелая проблема подготовки учителей, да? Нигде никак не готовят, и вот приходится как-то делать самостоятельно. Но тут есть, конечно, еще одна глубинная проблема. Сейчас не вопрос. В интернете полно материалов, есть учебники для духовных училищ, есть разные материалы, которые там при храмах существуют и так далее. Вроде же как сейчас не проблема. Это не те времена, 15 лет назад. Но очень часто бывает так, что идут выражения, как я вначале говорила, о том, что идут терминологии одной науки, употребляется терминология другой. И вот богословские разные понятия, которыми совершенно спокойно оперируют священство, люди, которые выцерквлены, они это как себе понимают. А вот люди, которые еще как бы не очень понимают, для них это понятие теряют свой сакральный смысл. Вот нужен какой-то, так сказать, перевод. Ну вот, например, я всю книгу имею отношение, потому что именно в таком ключе они написаны. Да? Вот, например, такое понятие, как грех. Вот краеугольное понятие православной культуры. Это грех, так сказать. Да? Вот объясните мне, что такое грех? Вот как вы расскажете ребенку, а мне, допустим, что такое грех? Совершаешь какой-то плохой поступок. Плохой поступок? Каждый ли плохой поступок является грехом? Нарушение заповедей. Заповедь каких заповедей? А я буддист. Ты знаешь, я буддист. У меня свой Бог. Значит, я не грешу. Который дал сам себя создал, Бога сам себя. Ну, мне вот это, от этого фиолетовое. Я буддист или, может быть, неоязычник, и я получается, что я не грешу. Это вы так православные грешите. Ну и кайтесь. А мне это не надо. Вы поняли, да, о чем я говорю? О том, что вот на секулярное сознание, которое далеко от представлений православных, и такого объяснения не подойдет. Он вам 1000 аргументов, и что, получается, что не грешит? А как же, нет, я грешу, так вот все равно, ну, скажи, да, грех все равно со мной остается, просто я вот это. Так как же объяснить тому же ребенку или тому же человеку, какому-то далекому от церкви, как же наш православный, как же объяснить, что такое грех? Вот я применяю такую методику. Смотрите. Значит, есть законы внешнего мира, видимого мира, которые, так сказать, имеют место быть. Ну, например, закон всемирного тяготения. Бутерброд прадед маслом близ всегда, физики меня поправили, сказали, Академ, только после 10 метров. Всегда. А так иногда может упасть и не масло вниз. Я поправилась. Сказала, более 10 метров в Азии, в Африке, в Америке, кроме безвоздушного пространства, бутерброд всегда ночью, днем всегда падает маслом вниз. Это закон всемирного тяготения. Хотим, как формируется, не знаю. Значит, он неотвратим, и он всеобщий. Понимаете, он неотвратим, он всеобщий. Если я захочу нарушить этот закон, например, мы на третьем этаже, срочно выйти на улицу, неважно, пусть второй, срочно выйти на улицу. Пальто идти не хочется брать, то есть все добровольно, обратите внимание, и сознательно я открываю окно и шагаю вниз. Да? То есть я нарушаю закон всемирного тяготения. Последствия могут быть, самые тяжелые. Второй этаж может не высоко, но вообще-то, наверное, не летальный исход, но какие-то последствия могут быть. Что по сути происходит? Я нанесу сама себе рану. Добровольно и даже сознательно.
Какой у меня выход из положения? Нарушаю закон всемирного тяготения, который всеобщий неотвратим. Какой у меня выход? Ну, лечиться как надо. Есть два варианта по меньшей мере. Первый – заняться самолечением. Ну, там, промыть рамку, там, тем всем, ложиться, повязку себе, там, еще что-то там, алоэ веру приложить, там, светничек, все еще подорожничек, может, поможет, может, что-то. Или все-таки к специалисту, в больницу. Ну, снимочек сделает, посмотрит, лангеточку наложит, правильно? Наверное, все-таки уж когда оказалось, что ты нарушил, вот так не доводи делать до конца уж последнего, да, сходи, и пусть тебя это венчиком там наложишь что-то. Согласны? Согласны. Так вот, поднимите руку, кто считает, что нет духовного мира. Нет таких людей. И никогда их не было. Понимаете, ни в одной аудитории не было. Я рассказывала это опоздавшим, повторяю краткое содержание первой части. Я говорю о том, что есть секулярные, есть определенные понятия, которые одной науки, в данном случае богословской, да, науки, они, падая на расцерковленный секулярный ум, они перестают быть такими сакральными и не доходят до человека к истинных смыслам. Вот я взяла понятие наиболее распространенное, великий грех. И спросила девочек, и мне был ответ. Сказала, что такое грех? Ну, разные были предложения, и одно из двух такое нарушение божественного заповеди. А я говорю, что я в этого Бога не верю. У меня свой Бог в кармане, и вообще я буддист. Так что я, получается, что я не грешу? Ну нет, вы как грешите. А как ребенку-то, как объяснить вот это? Вот я такую методику. Да? Есть закон этого мира, закон всемирного тяготения, неотвратимо, всеобщий и так далее. Я его нарушаю. Вот с этого окна я делаю шаг вперед. Да? Добровольно, сознательно. Итог каков? Вот она рана, которую я сама себе несла. Два выхода. Лечиться мне в учреждении специализированном или все-таки самостоятельно. Вот на этом мы зашли. Так вот, поднимите руку, кто считает, что духовного мира нет. Есть. Ни одного человека никогда не было. Ни среди детей никогда не было. Все знают, что... Другое дело, что по-разному люди понимают, что такое духовный мир, но он есть. Там тоже есть закон. И незнание закона не освобождает от последствий этих нарушений этих законов. Я их даже не знаю. Если я их нарушаю, я что делаю? Наношу сама себе рану. Я их такого не знаю. Но все-таки что-то начинает болеть, что-то начинает... Два варианта. Можно пойти, конечно, сначала кому? Психологу, потом к психиатру. Это одна метода. А можно пойти в другое место, где эту рану ангел своим крылом вот так поскоблит, да? Вот, шов будет наложен, батюшка поспособствует, шов наложить. Вот. Ранка это потихонечку затянется. Нет, шов может остаться, но уже гноя-то не будет. Я о покаянии говорю, о метаноя. Метаноя – это изменение. Произойдет изменение, понимаете? Вот. Может так, есть специализированное место для этого, где занимаются таким роде лечением. И когда если думают, вот мы пришли в храм, какая там красота, и все, и вместе с тем мы там вдруг находим какое-то безобразие, там то, все, там разное. Дорогие мои, вы не в рай пришли. И мы все не в рай пришли. Это лечебница для больных. Больны все. Начиная от прихожанина, и настоятель, и все больные. Проблема в том, что осознает человек или нет свою болезнь. Если он знает, он лечится. Вот, понимаете? И мы обычно, вот проблема, понимаете, таинство, вы знаете, что они все равно действенные, каким-то ощущениям и так далее. А вот духовника-то как? Ну, конечно, Господь приводит, но в принципе, как это было? Обычно ищется кто? Тот, кто пережил подобные вещи, да, но уже знает вот выход, уже как бы понимает. И мы спрашиваем, вот никогда, я сколько раз спрашивала совета, допустим, у батюшки, да, вот как он никогда не скажет то, что делай вот так. Нет, он всегда скажет, я бы поступил, наверное, батюшка, а как бы вы поступили? Вот у меня такая ситуация, ты знаешь, я бы, наверное, если я этому человеку доверяю, я попробую, я знаю, что он это переживал, не буду доверять, вот вопрос. То есть это единый как бы духовный опыт. Да? То есть я это к чему говорю? К тому, что здесь законы духовного мира. Их нарушение ведет к ране, который человек сам себе наносит. Это и есть, собственно, грех, который наносит рану, тут себе наносит. Понимаете? Вот таким образом. Дети у меня обычно такой случай говорят, а где же прочитать-то? Про физику-то мы знаем, химию-то нам. А это, как просто говорить? Это еще проще. Написано все. И статью 58.10 отменили,
контрреволюционная пропаганда статья была, ее отменили, Библия продается везде, кругом, читай, Ветхий Завет читай, Новый Завет, 10 заповедей там, 9 заповедей здесь, смотри в зеркало, как Евангелие, не мои слова, свои отечески, сравнивай, вот тебе, пожалуйста, закон духовной жизни. Это я к чему говорю? Потому что вот в этих книжках, это у меня еще один экземпляр, да, это вещь все тоже изложено, для того, чтобы человеку, так вот у нас с вами нету с вами учебника, который мог бы вам как структурированное знание, так сказать, дать для того, чтобы ко всем этим курсам одновременно быть готовым, понимаете? Ну, православной культуре я имею в виду, по всей линейке. Вот, потому что, конечно, сейчас очень много всякого материала в интернете, я еще раз повторяю, но вот вы будете читать «Спасение». А что это меня спасать? Откуда меня спасать? Я вообще живу себе неплохо. Замечательно. А что такое в переводе на другой язык спасения? Это просто возвращение человека к жизни со своим Творцом. Вот возвращение. Это путь блудного сына. Понимаете, вот так можно объяснить спасение. То есть вот такие вещи. Так вот, значит, почему 3 книги? Это чисто дидактический прием. Это одно пособие. Вот 5 предметов. Почему 3 книги? Представляете, если бы это все было издано одним, это был бы вот такой вот том, причем не в мягких корочках, а в жестких, и уже в вашу сумочку колбаска бы, бутербродик там, или что там еще, бутылочка молочка, уже точно бы не вошла, а вы таскали этот кирпич. Это неудобно. Вот. А на самом деле была найдена, так сказать, типография детская, которая прошила все это все, мера никогда не разойдется, это детская лица, вот, она шьется намертво, вот, и разбита на 3 части. Ну, какие 3 части, каким образом? Первая часть мы с вами, вот это первая часть красненькая, где, значит, мы с вами видим, значит, что же, ну, очень немного о понятии религии в мировоззрении культуре, то есть что это такое, да? Вторая часть, значит, это дореволюционные, значит, религии Ближнего Востока, античного мира, по просьбе трудящихся историков было написано, они мне часто говорят о том, что ну, не укажут, что христианство возникло позже, чем тоже зороастризм, там добрый, злой бог, да, чем Египет, там умирающий воскресающий, все, она только забрала у себя, и вот, значит, так что мифологическая, так сказать, теория, она развенчивается это мозаичность, так сказать, христианства. И в этой же части говорится о ветхозаветной религии как уникальном явлении до христианской культуры, потому что действительно уникальное явление в полистическом мире было, и об этом говорится. Но основная часть, вот 3-я большая, посвящена земной жизни Иисуса Христа в иконографии и праздникам. Да? Вторая книга посвящена очень коротко, примерно 1/3, вот даже, может быть, здесь эта строчка, посвящена истории ранней церкви, это эпоха гонений, появление, так сказать, первых мучеников, это Константин, это выход из подполья, и это первые праздники, то есть это 2004 век. И сюда же я подсунула, хотя не по делу, меня за это ругали, но я сказала, что я со мной пока оставлю, может, когда-нибудь доживу до 2-го издания, я все делаю по-другому, разницу между католицизмом и православием, потому что на самом деле мы здесь начинаем путаться. Мы запросто можем иллюстрировать наши занятия по православной культуре образцами католического искусства. Понимаете, это вообще никак. Вот. Но надо вот захватить какую-то искать, ну, чтобы уже работать. Потому что я понимала, что 4-ю книгу могу и не успеть написать, а 4-я была задумка и есть. Вот, которая, так сказать, по истории уже должна быть. Вот. Но пока все почему. Вот. А остальная, значит, часть это христианская догматика. Становление догматики, творение мира, представление христиан о Боге, значит, о человеке и так далее. То есть, ну вот примерно в таком ключе, как я вам говорила, как вы со мной беседуете, в таком, мне кажется, понятном ключе, чтобы было такие привычки. Да? 3-я книга, она посвящена нравственности, этике и эстетике. Так сказать, христианская нравственность, ее отличие от любой другой. Вот. И дальше, значит, нравственность через 3 аспекта, потому что все взять нельзя, целые огромные книги, но вот 3 аспекта важных, актуальных. Это взаимоотношения юношей и девушек, это проблема семьи и это проблема гражданского патриотического служения. И здесь много примеров русской истории. А 2-я часть это этой же 3-й книги, это искусство христианское, это православное, это становление архитектуры как литургического пространства, это иконопись и живопись, и это музыка. Вот. Причем попытка есть, не знаю, насколько началось с успехом, показать, что через художественную культуру православия проявляется догматика, потому что на самом деле все в основе и нравственности, и
и догматические, в основе нравственности, на основе художественной культуры, лежит догматические установки. Понимаете? Их вот это вот расчленение на отдельные части, это чисто дидактический прием. Мы же не можем вот все в совокупности, надо сначала одно, потом другое. Но наше представление православное о Боге, оно отражается в архитектуре и в литургической жизни церкви, понимаете? И также оно отражается в храмовой росписи. Ну, вот я попытался это показать как синтез догматики и искусства, чтобы было понятно. Ну, слова это понятно. Да, предложения здесь есть. В каждой части есть отдельные еще предложения в каждой главе. Но поскольку я много по Логичеву путешествовала, я уже сегодня про это говорила, ну, например, я была в местах странствия Авраама в свое время, вот, но почему бы мне не дать вам, всем остальным, читателям своим, значит, вот такую вот старочку патриарха Авраама, например, так сказать, да? Вот, по местам, там, я была, так сказать, в этом, и потом в Харане в этом, так сказать, который считался патриархами, проводили, так сказать, сколько раз, так сказать, о женах, я вам было, почему мне было не сказать? Вот. То же самое в других, так сказать, пособиях, то же самое предложение. А в третьей книге предложение дано сравнение с протестантами, да, потому что на самом деле мы не всегда мы можем различить, а какая разница, типа того, да, вот различие православия и протестантизма есть по направлениям, и коротко весьма о сектах, потому что, опять же, по поводу трудящегося населения, вы спрашиваете, а кто такие иеговисты? А к чему относятся эти вот адвентисты? Вот коротко, вот какую-то характеристику, так сказать, этим объектам дать. Да? Теперь диск. Диск — своя история. Вот давайте я вам прямо сейчас его покажу. Где он тут у меня есть? А вот где он у меня есть? Наверное, вот здесь вот сейчас компьютер. Сейчас, девчонки. Вот. Так, вот у меня диск, значит, вот, смотрите, диск пособия, да, видите? Вот это то, что на этом диске имеется, вот на этом вот маленьком диске, да. Когда стал вопрос об издании, а книга рекомендована двумя высшими учебными заведениями, синодальным отделом, получал кучу там всяких наград в свое время, так сказать, нравственный подвиг учителя, там, что-то еще, много чего вообще говорите, и в этом дело. Когда стал вопрос об издании, значит, вопрос стоял такой, ой, мне редактор Осипова, Таисия Васильевна, Царство Небесное, очень хороший человек была, она, значит, мне говорит, ты подумай, какие ты туда дашь иллюстрации. Я говорю, Таисия Васильевна, радость моя, она пожилой человек уже была, отстала, как бы от компьютеров, да. Сейчас уже там, как я не дала, все равно надо делать диск. И вот на этом диске, значит, вот вы его видите. Ну, хвастовство на высокую награду патриарха, понятное дело, что не похвастаться. Фильм о пособии, это мы, может быть, с вами посмотрим вдруг сейчас об этих приложениях. А вот берем с вами книгу первую, например. Вот как есть 3 части там, так и иллюстрации к ним есть. Но хитро. Какие могут быть иллюстрации к общим понятиям о религии, да? А вот тексты, 60 текстов, пожалуйста, 25 книг Ильина, да? Читайте, что я могу выше Ильина сказать. Кураев, несколько книг его. Вот. Тогда патриарх Кирилл, ну, сейчас можно добавить, последним 9 годом, ну, сейчас много чего другого вышло, но пока что тоже есть его выступление, очень интересное выступление по делу, как говорится, и куча других книг. И Песта в основе христианской веры, и Санмень, духовная культура, то есть мировая художественная духовная культура, и даже наш философ Хомяков там, и так далее. То есть кому что, как говорится, читайте, для того, чтобы понять, вот в чем суть православной веры. Это к первой части иллюстрации, ну потому что, а как я проиллюстрирую картинками? До христианской религии тут очень мало, но можно взять, например, про Авраама. Ну, язычество тут тоже разложено по междуречию, там мало картинок, сразу вам говорю, не об этом акцент. А вот Авраам, например. Вот, пожалуйста, вам карта странствия Авраама. Харан в 19 веке. Как Харан выглядит сейчас, раз я же там была. А там в книге описание есть. Вы читаете приложение про патриарха, да? Этого самого Авраама. И вот смотрите, вот это вот так выглядит. Да, счастливо, я поняла, что он с уроки, да. Вот. А дальше, значит, у нас используется принцип еще антропологической подачи материала. Я его сейчас проиллюстрирую лучше, да, третьей части. Он везде прослеживается, просто на третьей части важнее. Земная жизнь Иисуса Христа в иконографии праздника. Например, нам крещение Христа, например, надо показать, вот рассказать что-то, да. Вот открываем папочку крещения. Да? И у нас идет, как в антропологии, тело, душа и дух. Этот принцип мы с отцом Владимиром Ивановичем уже защитили в научных своих работах разных. Вот, и он уже признан, как бы, так сказать, в православном научном сообществе. Вот антропологическая подача иллюстративного материала. Потому что на самом деле, чтобы воздействие было комплексным,
на человека, согласно вот этой трехчастной природе, да, он должен видеть все три составляющие. Если на уровне тела это артефакты, то есть вот конкретно, где было и что было, да, на уровне души это картины, в которых отразились какие-то, так сказать, мысли того или иного автора, какие-то его душевные искания, так сказать, да. На уровне духа это иконы. И вот берем с вами, например, то же самое крещение, просто иллюстрирую, да. Ну, его, оно просто не открылось, вот, пожалуйста. Так, открыть с помощью, я не знаю, какая здесь правда, ну, мы все посмотрим, в общем, вот это, да. И главное, что здесь все подписано. Иордан, исток, Бенис и так далее, так сказать, да. Вот пошла река Иордан, самое начало, потом она спускается в горы, вот Хермона с горы, спускается в горы. Так, сейчас минуточку застревает тут у меня. Так, спускается, значит, в горы. Потом это место крещения. Очень интересно это место на самом деле, потому что река текла вот здесь. Русло за 2000 лет поменялось, несколько ушло в сторону. Вот. Но раскопали. Почему раскопали? А вот обнаружили. Вот, во-первых, вот это, сейчас я расскажу, что такое, и вот это, что это такое. Значит, когда равноапостольная Елена, значит, матушка Константина Великого, путешествовала и открывала вот эти христианские святыни, вы знаете, она была первая паломница, первая, так сказать, открыватель этих святынь. И вот она побывала в этих краях. Это был IV век. Ну, начало, может, 20-е годы, там, IV века. То есть еще были живы, ну, предки тех крестьян, которые здесь были первыми, которые, так сказать, знали, помнили и прочее эти места. И они их хранили. Это не так много времени еще прошло. На самом деле еще прадед, условно говоря, там, понимаете? Вот. И поэтому они говорили, что вот здесь это было, вот здесь была река. И она повелела вот в этом месте и чуть позже вот в этом заложить, ну, как бы храмы, отметки, так сказать. Здесь вот такая часовенка, не часовенка, не знаю, как правильно, ротонда назвать ее. Вот. А здесь настоящий храм был базиликального типа. Заложить в память о Христе. Потом, когда течение ушло с течением времени, начались раскопки, то иудеи, а тут река пограничная, Иордан, там уже это Израиль. Вот, а здесь Иордания. Вот, мы знаем Иорданское состояние с вами. Так вот, значит, иудеи стали, значит, говорить, что у нас, в нашей части реки крестился и так далее. Тогда иорданские ученые, с помощью, конечно, зарубежных ученых, стали эти места исследовать, смотреть, и обнаружили уже в 60-е годы 20 века вот эти раскопки. Они их раскопали, и теперь Израиль не претендует на то, что у него это место. Он теперь говорит о том, что та река, в которой крещение, понимаете? То есть это отстояли правду. Ну и вот это, а как здесь было, дело было в крещении? Смотрите, вот сюда впадал ручей, в эту реку. Здесь русло реки. Я потом другие фотографии еще покажу, они у меня есть. Это мои фотографии. Значит, вот здесь ручей. Христос, снявший одежду вот здесь, что и было увековечено вот таким, значит, камнем, да, тут такой ротондой, спустился сюда, а Иоанн стоял вот здесь. И крещение вот тут происходило, в устье реки, вот в падении, так сказать, реки. И именно погружением, потому что баптистериум – это погружение. У нас иконография немножко неправильно, она иногда так изображает, что льет. На самом деле погружение. И вот то, что сейчас восстанавливаются храмы и прочее с полным погружением, это именно православная, христианская традиция. Именно так и было, понимаете? Вот. То есть это вот такая, так сказать, картинка. И вот тут я потом отсюда вышел, а в память об этом была построена еще часовня. Вот еще раз, да, то же самое мы с вами видим. Вот течет река, а это вот ручей, который впадает. Вот Христос здесь, а я здесь, да? Вот. Дальше, значит, идем. Тоже вот она течет, эта река, вот здесь Иоанн, ну и так далее. То есть со всех разных мест. Я разные вот ракурсы снимала, чтобы было видно и понятно. Не только на свой фотоаппарат, но и из группы, с которой я водила тогда, значит, тоже мне дали потом. Я говорю, нет, отдайте все, потому что мне людям показывать и прочее. А это, пожалуйста, на уровне, значит, души. Это у нас с вами, значит, крещение Господне, вот, и так далее. Значит, сейчас посмотрим. Так, еще где? Так, теперь дальше. Вот такие варианты. Все подписано. Кавдий Лебедев, крещение Господне. Тоже наверху читайте. Значит, Анжелика Фра, 15 век Италия, да, то есть это все. У меня, кстати, с удовольствием этот диск используют учителя МХК, которые преподают мировую художественную культуру. Говорят, как хорошо, мы можем оттуда испанскую живопись выудить, там эту, да, можете запросто, все подписано. Вот это вот. А дальше, значит, пошла у нас вот, иконография. Да, это еще картины пошли, картины. Явление Христа народу, Иордан, тут всякие сцены, картины.
Вот. А дальше иконография пошла. Иконография там в пособии разбирается, почему именно это, что означает вот иконные горки, что означает, так сказать, вот эти два здесь существа там, и так далее, что это такое, исполнение Давидова пророчества, так сказать, да, и так далее. То есть вот такая, так сказать, и так тело, душа и дух, да, и так везде. Это у нас с вами первая книга. Первая книга. Вторую книгу вы открываете, у нас как раз основной этап истории церкви. Вот, пожалуйста, апостольская церковь, распространение христианства, положение, разделение Вселенской церкви. Здесь везде иллюстрации. Да? Вот. Основные понятия православия. Вот творение мира, проблема антропологии. Вот, да, это проблема антропологии. Пожалуйста, грехопадение. Вот грехопадение, колледж, здесь не очень много может быть, но тем не менее, открыть с помощью, допустим, вот, пожалуйста, грехопадение. Все это можно, если вы перекачаете на свой компьютер, вы это можете все использовать в своей презентации. Все в открытом доступе. Это никаких кодов, шифров, ничего нет. Все открыто. Вот. А вот третья книга имеет особенности. Поскольку там у нас музыка. Значит, музыка здесь, как ее проиллюстрировать? А вот так вот. Смотрите. Значит, это картиночки, те, которые там в книжке есть, это фотографии, портреты упомянутых там композиторов духовных, Глинка, Бортянский, Костальский, Львов, вот, и так далее. И аудио 60 музыкальных фрагментов. Причем как богослужебных, так и просто духовной музыки, которые тоже могут быть вполне использованы. Таким образом, это получается хрестоматия, это самая и такая, как сказать, текстовая, иллюстративная и музыкальная. Конечно, да, еще есть слайд-фильмы, 9 штук разных, уже готовых, можно использовать, пожалуйста, про Богородицу, Рождестве Христовом и так далее. Об апостолах вот 3 фильма, с многими там местами, где это было, то есть все это есть. Вот. Замечания и опечатки, может быть, еще найдутся, поэтому, пожалуйста, вот, кто, как говорится, не ошибался. Есть опечатки, не скрою, ну, что делать, понимаете? Вот. Ну и все. Можем вот посмотреть для интереса на тех духовных образах, которые тут, ну, я не знаю, заведемся мы или нет. Так, вот, допустим, вот так. Будет ли звук? Посмотрим. Нет, значит нет. Да, есть. Это некий рекламный ролик об этом фильме, об этом пособии, первая книга. То есть те образы, которые там есть, которые вы можете увидеть, понимаете, там есть содержание, есть. Так, ну что, давайте немножко пропустим тут, что, чего там. Сейчас антинасмус лицензировал когда-то. Текст, ну, это прочитайте как-то, мне важно, мне картинки важны. Вот, ну, допустим, книгу первая. Там эта проблема разбирается. Здесь, ну, такие образы и проблемы, которые там стоят, да? Такой рекламный ролик, условно говоря. Какие-то основные выводы.
деле язычество это тип мировоззрения, это просто нехорошее. Я показываю, что мы состоит.
это вот, я думаю, что все этого не будут смотреть, вот эти 12 здесь часов. Ну, просто вот вторая книга, третья тоже так же вот здесь имеет такой ролик. Так что вот, пожалуйста, можно использовать отдельно, можно вместе, как хотите. Вот это у нас с вами вот это пособие. Значит, что еще? Я на всякий случай говорю, то, что оно не привязано ни к какому школьному учебнику. Мне иногда спрашивают учителя, вот это, а какому это учебнику? Да никакому это учебнику. Это, можно сказать, единственное первое пособие для взрослого человека, который хочет это как-то узнать, понять, изменить в себе и так далее. То есть, вот, почему 3, я говорю еще раз, 4-я книга, вот, казалось, духовная основная культура. Это, собственно, моя программа, в которой я много лет работаю, и в целом она называется на части и так далее, можно отдельный сюжет из нее брать, вот, как мозаика такая складывается. А 4-я книга думалась еще в духовной культуре. Собственно, о русской культуре и истории, в общем-то, только в 3-й книге немножечко, так сказать, имеется, а больше нет. Но поскольку книги были изданы и начали жить совершенно самостоятельной жизнью, начались мои многочисленные поездки по городам и весям с курсами и так далее. Потом появились другие, скажем, мысли на тему исследовательских. То есть я вот монографию тут написала формирование православной культуры в школе, формирование и развитие профессиональных компетенций педагога, понимаете? То есть как бы я это осмыслить, свой опыт начала. Ну, в общем, короче говоря, руки пока не доходят, я мечтала. У меня было всяких других проектов, но это я тоже хочу. Вот, может, когда-нибудь сделаю что-то. Вот, короче говоря, вот это вот для вас. Значит, я не знаю, все ли получили, все ли хотели, так сказать, что хотели. Если вдруг кому-то что-то не досталось, или там как-то еще что-то, вот телефон там был записан, да, адрес наука-слово собачка Яндекс.ру, можно в школу принесет, покажет, что нам надо, беспроблемно. Значит, пишите, высылаем, хотите наложенным платежом, хотите заранее платить, та же самая цена, те же 700 рублей. Ну, единственное, что почта там возьмет, 200, наверное, все. Если кто-то там в Москве бывает, тоже звоните, передаем и так далее, и так далее. То есть это все налажено, я же не могу мешками, тюками, да? Вот. А теперь дальше, какие еще варианты? У нас, мне хотелось вот что еще показать, и это я все оставлю здесь вот Тамаре Александровне, мы с ней уже об этом говорили. Вот, я покажу людям, и потом это все вам оставлю. Вы, значит, в кабинете будете, если что-то там потом спросите. Значит, у нас, во-первых, есть давние связи с Белоруссией. Значит, с Новогрудской епархией, там, когда я приехала, не знаю, десятки больше лет назад, больше десятки, наверное, еще какого-то, 18, а не больше десятки лет назад, приехала первый раз туда, значит, в Минск, там потом, значит, в себе пригласили, в Новогрудскую епархию, это Гродненская область. Это католический край. Я была потрясена тем, там в каждой деревне, там небольшие городские деревни, костелы, понимаете? Храмов православных единиц мало. Вот. Но есть жемчужина и святыня белорусского православия, это Жировический монастырь, Успенский Жировический монастырь, чудотворный, очень почитаемый, и очень честно по душе своей знаю, какой благодатный, иконы Жировической Божьей Матери, да? Вот, про нее отдельно можно рассказ целый, внучи я это место, не знаю, прикипела как-то. Владыка Гурий необыкновенный тоже человек, очень такой духовный и всегда с большим подключением к образованию. И вот представьте себе, в этом католическом крае они преподают в каждой школе факультатив основы православной нравственности. Вы знаете, я когда это приехала, увидела, узнала, взяла их программу, я была потрясена. Я говорю, как же вы дошли до жизни такой? А мы, говорит, дошли так. У них есть Слонимское духовное училище. Они разработали там с преподавателями, с учащимися программу. Так? Значит, вот эта основа православной нравственности, то есть взявши за основу идею, каким должен быть человек, и каким он есть сейчас, и что нужно сделать, чтобы его, так сказать, спасение, его возврата. Да? Вот. И преподают, значит, в школах. Я говорю, как же вы дошли? Говорит, а очень мы долго к этому шли, то есть не сразу, в некоторых местах откликнулись, а в некоторых были такие разговоры. Вот организатор этого процесса, помощники владыки, там монахиня одна стоит, как же истоков этого всего, и другие тоже есть помощники. Вот приезжаем, допустим, начальник управления образования района, и говорим, вот так и так, Минск утвердил эту программу, это не просто так, они ее сертифицировали, провели через государственную аккредитацию, то есть все, документ, он имеет право полное, в католическом крае, православной культуре, да. Вот они приходят и говорят, так и так, вот у нас программа Минском утвержденная, так. Мы католики, мы вас не допустим.
Хорошо, говорят организаторы, давайте тогда так. И школьные программы наших детей мы изымем Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Некрасова. Мы изымем всю русскую культуру, русские вещи, литературу и так далее, а у них язык русский тоже в ходу. Вот. И будем преподавать нашего Мицкевича. Главное, у нас здесь его родина, и дома сохранился музей одного Мицкевича. Нет, ну как же так? А как же иначе будет? Мы детям будем преподавать, если наши дети не будут знать основ православной культуры. Понимаете? Другое место приходит и говорит, я никого не пущу, ни баптистов, ни либералистов, ни католиков, ни вас. Я атеист. Никого. Хорошо, говорю. Когда в жизни станет плохо, вы подумайте над нашим предложением. Вы встанете на колени перед чьим портретом и будете просить и милосердия. Ну-ка подумайте. Мы к вам еще вернемся. Понимаете? И вот так постепенно. Какие факультативные занятия есть? Вы понимаете? Я была удивлена. Мы со своими взрослыми детьми, факультатив старших классов, значит, вот, у них там 10-летка, поэтому старших, вот, и, значит, вот занятия факультативные показывают, открыто, вот специально посмотрела. Мы стесняемся порой со студентами слово-то аборт произнести, и то я так 30 раз подумаю, как бы это вот, дай бог, что-то подумали, да? А они, вот эти дети, совершенно спокойно, нормально, адекватно, вполне, на эти проблемы рассуждают, ставят эти вопросы, решают. Причем в такой, ну, игровой форме, различные там, ну, всякие варианты неклассных вот таких вот занятий. Значит, занимается координацией среди естественничества, потому что в этих краях католических издавна повелось, что там такие очень прочные братства естественничества. Вот, они всегда будут в той же Омской, на Украине, так сказать, области, да, и вот люди вот, тоже в нашем католическом крае, тоже, так сказать, вот естественничество. Ну, естественничество православное, которое там при эпохальном управлении есть, они аккумулируют учительский материал, они проводят конференции, они вот приглашали меня, там я выступала уже не раз, я с ними подружилась во всех отношениях, и их кругом везде рассказывают. И что дальше? А дальше накопилось огромное количество материала у них, а у нас есть свой интересный материал и свой опыт из России, так сказать, разные по городам весят, тоже опыт, как раз мероприятия, разработок и так далее и прочее. Тогда еще вот первая книга, сейчас я про две вот эти вам буду рассказывать, значит, туда еще и Украина попала в первую часть, еще до расстрела. Первое издание было сейчас 16 год, мы передавали, еще дети нашли, передавали, значит, это самое, значит, украинцы нашли там 4 человека, хотя там сложно, там подготовка учителя ведется в основном по программам коммунистических, но все равно нашлось несколько человек, которые вот, там уроки там какие-то православные проводят. Собрали, аккумулировали этот материал. И если вот эта книга, она долгоиграющая, как бы, так сказать, да, для становления, даже как заметили на конкурсе на разных учителей, когда там награждали, что книга о духовном самостановлении учителя. Ну да, это процесс такой достаточно долгий, да, помощь, так сказать, пособие, восстановление. Меня, кстати, критиковали, иногда говорили, почему это не учебное пособие? Вот как, что значит пособие? Нет такого понятия. Ну как нет понятия? Пособлять понятие есть, а пособия, понимаешь, нету. Что за дела? Вот. А учебное, это значит какому-то курсу. А нет такого курса. Не будет. Вот, понимаете? Учебник это не вовсе, так сказать, курсу, а это пособие из разряда пособлять, помогать. Понимаете? Вот, так вот, если это играющий, то может быть вариант следующий. Вам вдруг завтра, послезавтра требуется провести с детьми встречу на тему, или с родителями встречу на тему какую. А вот, допустим, о гостеприимстве и щедрости. Ну, мало будет кому-то, да. Или о борьбе с наркоманией, или о зависти, или против курения, или о стыде. То есть два раздела. Человек среди людей и человек перед лицом соблазна. То есть каким должен быть человек? Милосердным, добрым, гостеприимным, значит, милостивым, счастливым там, и так далее. И перед лицом соблазна то, чего его сейчас окружает, и как с этим состоит быть. Да? Вот завтра вам надо это через 2 дня провести беседу. Где взять? Можно, конечно, свое разработать, но можно взять урок. Допустим, я условный урок. Ну, это не урок, это я поправляю сегодня сценарий. Хорошо, пусть это будет сценарий. Например, стыд и совесть, 194 страница. Вот открываем, это 194 страница, учитель из Белоруссии, классный час, классный руководитель группы Республики Беларусь, Житкевич. Тут цели, подготовить материалы, управление, план, и пошло, ход. Первый ученик, второй ученик, третий ученик. Если к этому учитель давал еще презентацию или дополнительные материалы, раздаточные или какие-либо языки, все они есть на диске. Вот.
Здесь об этом специально указано, что, значит, к какому уроку, к какому сценарию даны какие, значит, вот эти вот презентации, да. То есть вы берете, скачиваете, смотрите, и у вас что-то, так сказать, там исполняете, да. Вот. Теперь, значит, второй, значит, вариант, то же самое, только о семейном патриотическом воспитании. То же самое, значит, белорусский, там, правда, без Украины, уже были обстрелы, все, поэтому связь потеряна. Надеюсь, что временно, надеюсь, что мы еще поработаем вместе. Вот. Но вот когда мы хотим. И вот, значит, здесь то же самое, семейные ценности. И, значит, да, но вот здесь, если какая-то одна статья научная была, то здесь мы просто делаем немножечко расширение. И, допустим, первая часть семейной ценности, далее 4 статьи, значит, разных авторов на тему этих семейных ценностей. Ну, например, школы родителей, потом моя статья «Духовно-нравственные традиции семейного воспитания современного общества», значит, Чистякова, «Цивилизационные основы семейного воспитания в исторической перспективе современного состояния». И Щекина Елена Исааковна «Роль семейного окружения, формирование духовно-нравственных ценностей личности верующего человека». Ну, как бы научные статьи. То же самое по патриотическому воспитанию, тоже 4 статьи. Да? И сценарий мероприятий. Вот завтра вам классный час на тему, допустим, вот замечательный был урок, моя даже стиранка, значит, была учительница, научница, вот, о Николае II Александре Федоровне, вот как такой семье царственного императора. Вот она большой такой почитатель этой семьи, вот, и знает очень много. Вот берете 93 страницу, вам, к примеру, да, завести его, берете 8. На DVD-диске приложения размещены презентации фрагменты писем. Она на письмах это стоит, да? Зарождение их отношений, потом как развитие и так далее, на основе писем. И вот она пишет ход мероприятия, вот все, материалы, какой был стол, какие, что эти. Пример. То же самое по патриотизму. Мы с вами можем это наблюдать. Вот. Ну и оставшиеся место в диске оно тоже заполнено мультимедийным конструктором. Значит, если в первой части там заполнено нашим с батюшкой отцом Владимиром Яковлевичем фильм, там есть моя презентация «Бог есть любовь», и второй момент, просто сверх того, ну, вместо того, вот, и сверх того, значит, там еще фильм, вот этот вот слайд-фильм такой, но он победитель конкурса своей номинации был «Семья России», такой конкурс, Станская епархия когда-то проводила. Предводитель Александр, если помните, это было, да? И тогда Виктор Соколов вот наградил нас нашей номинацию, ставил младенца за этот фильм. Фильм имел вообще социальное значение. В чем суть? Суть в доме отказника, в палате отказника Сергиевой Посадской больницы, мальчик рассуждает на тему, где его мама. Вот. Сценарий я писала, фотографию были батюшкина. Дело в том, что воскресная школа, дети, я, собственно, глазами наблюдала, как они спорили между собой, кто пойдет вот к этим деткам для того, чтобы с ними пообщаться. Проблема в том, что у них все было. И одежда, и питание, и уход определенный такой, медицинский, если необходим. Все было. Вот. За исключением того, что у них вот это общения, так сказать, с человеком не было. Понимаете? И когда их первый раз вывели, а девочку, договорился батюшка с этой больницы, что девочки с соседской школы будут приходить, гулять с ними, там, фотографии, как они первые в 2,5 года вышли на прогулку, одели на них комбинезончики. Вы знаете, вот ребенок вот так вступает и боится. Он не знает, что мир шире, чем его палата, вы понимаете? Вот, и вот эти вещи, они меня настолько потрясли, тогда вот как-то так эмоционально, да, задели очень фотографии этих детей. А девочки, я наблюдала, как они спорили на тему, кто пойдет. Ты в прошлый раз ходила, сегодня моя очередь. А я ходила вместо тебя, потому что ты болела. А сейчас моя очередь, как была, так и есть. Я тебя не пущу. Вот, батюшка уже разнимает. Для кого это большая польза? Для тех, кому оказывают, или тех, кто это делает. Потому что кто делает, блядь, они детку так сверху бросают потом, понимаете? Девочки уже большие. Вот. И вот эта вот история меня потрясла так, что ну, еще такой фильм. И, значит, называется «День рождения», как мальчик рассуждает о том, где его мама, что у всех есть корни, предки, а где его предки. И когда он вырастет, он обязательно маму свою найдет, потому что она заболела. Болезнь не может так, что мама бросит того, кто его любит. Понимаете? Вот. Такой вот 13, по-моему, 12 минут. И потом мы его разделяли на части, используя в разных местах, но здесь в цельном виде этот фильм. Вот. И вот устами младенца, он в том диске есть. А здесь, значит, на этом диске дополнительно
новая, так сказать, разработка какого порядка? Мультимедийный конструктор. Это тоже ноу-хау наш социология. Какого плана? Значит, у нас такой педагогический конструктор, наверное, вы догадываетесь. Может быть, у вас на каких-нибудь курсах обучали методику педагогического конструирования. Когда вы из разных элементов можете сложить что-то, так сказать, новое. Так сказать, да? Так и здесь. Значит, есть, значит, варианты такие, значит, какие? Вот беседа Бабушкина, вот, но беседа не просто так, значит, не беседа не просто так, а с использованием, не так, что Миша Священко рассказывает, а на фоне презентации, на основе разных материалов. Это показ того, как вы можете материалы любые, моего пособия, других, использовать вот в этой работе. То есть, ну, некая демонстрация, мастер-класс, если хотите. Да? Вот. Значит, опять же, здесь этот фильм. И наша статья с Бабушкой, вот как раз компьютерные технологии, формирование персональных процессов, духовной воспитания части на основе ценностей православной культуры. То есть о том, как мы можем использовать компьютер. Компьютер не должен изменять, тогда это написано. Вот это наши разработки, я здесь оставляю. Вот, ну, мало ли, говорится. Теперь мы задружились, и очень даже хорошо можно, значит, с таким проектом, как православные эти самые кинематографисты. Значит, есть такая Ирина Дьяченко, и вы ее, может, меньше знаете, а вот Васечку Юлию, наверное, лучше, потому что она соавтор учебника Юрия Чкавича и отца Виктора Дорофеева. Вот это Юля Васечка, матушка тоже жена священника. Вот, значит, она в школе работает, прекрасно может материал детям подать, а Ирина Николаевна Дьяченко – это православный кинематографист, который вот где-то как-то она организовала такую, ну, скажем, команду, что ли, назвала ее, так сказать, проект «Берега». Уж почему так это ее, так сказать, фантазия, почему «Берега», соединяются берега, там, и так далее, она объясняла, но это, знаете, авторский вариант, это не имеет значения. Проблема мы столкнулись вот с чем. Мы столкнулись с тем, что очень много на том же YouTube, очень много всяких материалов, всяких фильмов и прочее, но учитель не может в школе использовать большой фильм. Да? Я, например, использую, я немножко прервусь и скажу, что я, например, использую вот Копыловой видео, да? Может быть, и вы тоже используете. На ее сайте Светланы Копыловой, кто не знает, рекомендую, очень православный бард. Значит, такой, она создает, сама пишет и стихи, и на ее сайте очень много этих самых вот видеофильмов. Например, можем какой-то вот один посмотреть, ну, например, любой. Ну, допустим, о чем? Ну, допустим, вот мы сегодня говорили с вами о культурологическом характере. Вот давайте посмотрим на эту же тему вот такой вот фильм. Вот. Я детям его тоже показываю, на спецкурсе всегда обязательно. Жил на свете маляр, и любил провожать он закаты, наблюдая, как прячется солнце за быстрой рекой. И еще он мечтал стать художником, чтобы когда-то отразить на холсте мир прекрасный и разный такой. Очень скоро судьба оказалась к нему благосклонной. Знаменитым художником стал не в одной он стране. За огромные деньги картины шли с аукциона, с каждым днем возрастая все больше и больше в цене. Но однажды красивую девушку встретил художник. Взор смешили и алый румянец пленили его. И решил, что ее отпустить ни за что он не сможет, если не передаст на холсте этот образ живой. Он ее рисовал вдохновенно и самозабвенно, и портрет получился таким, что сравнения нет. Посмотрела она и сказала вдруг проникновенно:
Да, хорошая кисточка, очень удачный портрет. Рассмеялся художник наивности девушки этой. Да при чем же тут кисточка, дело в таланте моем. Я и черным углем нарисую все степени света, и белилами выкрашу ночь на холсте на своем. Улыбнувшись, сказала она, не смущаясь немало: мне казалось, что вы тоже кисточка в Божьих руках, и премудрый Творец, чтобы мы красоту понимали. Через ваши полотна свой мир открывает для нас. У художника точно свеча вдруг погасла улыбка, и чеканя слова он сказал раздраженно слегка: нет, Творец это я, слышишь, я, и большая ошибка думать, будто бы я это кисточка в чьих-то руках. Вновь он краски смешал и сменил полотно на мольберте, и рукою уверенный снова стал делать мазки. Но уже через час был он самым несчастным на свете. На холсте видел он лишь работу бездарной руки. Он полотна менял, снова смешивал краски, но тщетно. Он катался по полу, ломал свои кисти и выл. Он был самым несчастным и самым бездарным на свете. Словно это не он гениальным художником был. Жил в убогой каморке когда-то известный художник. Он любил повторять, глядя вдаль на застывший закат, что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках, что все бренно на этой земле, и что люди не больше, и что люди не больше, чем кисточки в Божьих руках. Ну, это вот на тему служения таланта, да, для чего талант, к чему и так далее. Вот. А вот, например, для родительских собраний, вот вам, пожалуйста, богатый или бедный. Вот вам готовый, можно сказать, материал. Пойдешь, нет? Семьи богатой в деревню сына взял. Пусть мальчик жизнь увидит без иллюзий. Ему хотелось, чтобы сынишка осознал, насколько могут бедными быть люди. Они пробыли сутки в семье у бедняка. Отец его спросил по возвращении, Хороший отец. понравилось ли сыну и понял ли он, как бедны бывают люди в наше время. Понравилось, конечно, сынишка отвечал. Отец спросил, чему ты научился. Таких людей хороших я, папа, не встречал. И как они богаты, удивился. У нас одна собака, у них 4 пса. У нас бассейн, у них морская бухта. У нас есть сад, у них же бескрайние леса. И нас мне стало жалко почему-то. Не потому, что светят в саду нам фонари,
а их просторы звезды освещают. Они готовы Бога за все благодарить, а нам всегда чего-то не хватает. Теперь я знаю, папа, насколько мы бедны. Отец, когда слова услышал эти, лишился дара речи и явно приуныл, но так и не нашелся, что ответить. А мой отец, касаясь вопросов бытия, одной молитве учит неизменно. Благодарю за то, что имею в жизни я, и трижды за все то, что не имею. Благодарю за то, что имею в жизни я, и трижды за все то, что не имею. Короче говоря, у Копыловой огромное количество подборок этих материалов, коротких, нужных, то, что нужно в любой форме. Но есть проблема. Тиражировать нельзя без авторского права. И поэтому эти вещи все размещенные в интернете можно брать, индивидуальное использование и так далее. А здесь стоит задача другая перед православными иконографистами. Нужно создать какой-то продукт, который можно было бы тиражировать, отдать, и люди пользуются. Тоже так же, для внеклассной работы. И, может быть, для внеклассной, может, для классной. Они на всякий случай пишут, что это фирма для внеурочной деятельности по предмету основ православной культуры и другим дисциплинам, значит, гуманитарного цикла. То есть это, ну, можно и на урок использовать, никто не запрещает. Но это не пособие Кучевского, Кураева там, или Виноградова, или чему-то. Это вот можно использовать. Что здесь? Значит, во-первых, уже 4 вышло у них диска, готовится 5-й. Значит, но вот они перешли на другую продукцию. Значит, первые 3 издавалось вот так. У вас вот один оказался, остальные я их тут оставляю, товары, Александр. Значит, издается таким образом. Вот, значит, диск, да? В первой части их даже 2 диска здесь. Да? И методичка к использованию этих фильмов. Фильмы эти коротенькие, значит, минут, вот, ну, самый большой в данном случае 27. Прекраснейший фильм называется «За имя мое». Это отдельный сюжет, по него это а так 10-16 минут и так далее. На мой взгляд, со мной не посоветовались, они, как говорится, это давали сами, я бы не стала делать так эклектично, я бы сделала тематические подборки. То есть вот об этом, об этом, об этом. Но потом, поскольку проект этот без меня начинался и как-то вот учили позже, что вышло, то вышло. И слава богу, как говорится, да, нашлись ресурсы, средства и так далее. Значит, это можно использовать, брать. Здесь уже 3 части вот таких фильмов вышло. Разных. Значит, разных. «Потерянный рай», записка с списками значился, право на выбор. То есть все 14, 19, 3 минуты, 2 минуты, 5 минут, то есть разные рисунки. И, значит, далее перешли на другой формат. Поскольку издавать диски и так далее это достаточно дорогое удовольствие, решили сделать следующим образом. Есть такой портал «Кинослово». «Кинослово». Кино-слово. У нас была наука-слово, да? А здесь вместо науки слово кино. Как слышится, так и пишется. К-И-Р-О. Все просто. Заходите и все. Там размещены все эти фильмы. Или сноски на них есть. Понимаете? То есть не надо уже вот эти диски вы сами. А это методичка к этим фильмам. И это методичка номер 4, выпуск 4 к родительским собраниям. Здесь подобраны фильмы, которые уже пошли тематически, потому что, ребята, надо что-то делать тематически. Неправильно такой подход. Чуть более выучиться, к чему какой фильм, надо все пересмотреть. А так вот милосердие, вот у вас как милосердие сами. Вот война, вот у вас война. Ну, понятно. Вот. И, значит, здесь вот родительское собрание. И здесь разные фильмы, всевозможные, от 5 минут до 30 минут, так сказать, разные, которые, так сказать, можете пересмотревши, подумавши, построивши с материалу, как-то вот родители эту беседу. И рекомендации, вот что в этом фильме вы можете по-другому построить, но все-таки, как видят методисты. Вот. А теперь сложилась следующая картина. Нам же нужно уклад школьной жизни создавать, да, соответственно. Значит, надо какую-то концепцию нарабатывать. И теперь проблема добросовестных, у хороших руководителей есть проблема на тему, а как вот коллектив сплотить, как понять, что Марья Ивановна думает, что Татьяна Петровна считает, вот как, это же каждый не будет спрашивать, да? И вот у нас такая пошла тенденция, что директор школы, там, допустим, просит просмотреть в течение какого-то периода некий, условно говоря, фильм.
ну, нравственные или, например, национальное повышение квалификации там, и так далее. И потом на педсовете его как-то обсудить. Вот как вы считаете, что, чего? Мы можем оттуда что-то подчеркнуть? Ну, как это делать? Какая-то концепция своя и так далее. Вот сейчас как раз этот диск, значит, я уже все фильмы, это мне получила, все фильмы как раз я подобрала, посмотрела, с чем согласна. Не вся, на самом деле, очень много этих фильмов. Вот. Но, тем не менее, вот сейчас я по приезду, прямо первый, что начинаем. Мы надеемся, что мы успеем к рождественному чтению международному это издать, потому что, на самом деле, издать надо, собственно говоря, вот такую брошюру. Все остальное просто ссылку, надо ее написать. Хотя было бы время, да? Вот. Ну, буду сидеть. Вот. Короче говоря, фильм я уже посмотрела, каждые 1,5 часа, да, посмотрела. Вот. Но я в электричках, на транспорте и так далее, на планшете, на телефоне, как могу. В общем, все это сделано, и там будет для вот такого рода методических книг, как этих собраний ваших педсоветов, для педсоветов, фильмы 2 типов, я уже думаю так, 2 типа. Первый – это вот о учительском новаторстве, есть целая подборка фильмов, связанных с новаторскими методиками разными, которые вы тоже можете использовать, или, по крайней мере, выразить свое отношение к этому, или в коллективе обсудить, насколько эта методика вам приемлема. Это же важно, мы не все знаем, мы не знакомы с многими, так сказать, авторскими разработками. И прежде чем там что-то самой копать, вот оно уже готово у тебя, да? Вот. И второе как раз будет связано с повышением, ну, может быть, духовно-нравственной культуры учителя, вот как бы 2 таких, пока задумка такая. Вот это будет 5-й уже, так сказать, дело. Это проходит все экспертизу синодального отдела религиозной образовательной специализации, это не сказать. Вот, живо слово. А, вот все там. Все там. Да. И там адреса есть, и главное, что они там есть. Вы просто скачиваете себе, люди скачиваете. Вот. Методичка там, так что там есть. Если что, там есть телефоны, есть адреса, спешите. Но мне напишите, в конце концов. Я свяжусь с ними, выше, в одной команде. Еще есть такой проект, тоже я его оставляю. У меня, правда, только 3, а на самом деле их уже сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на самом деле книжек. У меня 3, просто все. Мне неравномерно их отдали, частично не зашлось, но тем не менее, что это такое? Это идея такая, читай и смотри. Это больше по патриотическому воспитанию. Любви к родине, к отечеству, защите отечества, подготовке и так далее. Значит, вот православный писатель Аркадий Зюзер, Черкашин и так далее. Здесь другие, так сказать, авторы. Они, значит, на какую-то тему, ну, например, легендарный Севастополь, да? Вот, значит, берется тема легендарный Севастополь, да? И к нему рассказы для детей, которые можно читать, начиная от Севастопольской обороны, значит, что Севастополь себя представляет, какой это город, Севастопольская оборона, значит, Крымской войны, последняя оборона Севастополя, Севастополь в нынешней, так сказать, вот ситуации, то есть я имею в виду как гордость нашего оружия и так далее. Вот прекрасная работа, кружки, я не знаю, какой формы это может быть. И к этому, пожалуйста, вот книга 9 вы находите, что посмотреть. Проект называется «Читай и смотри». Да? То есть уже бренд зарегистрирован даже, и уже, так сказать, получили такое, так сказать, скажем, право это предоставить, читай и смотри. Значит, вот читаешь по Севастополю, смотришь дополнительно, мало какие материалы, да, готовишься к школьной программе, еще что-то и так далее. Читай и смотри. Вот я подписалась на эту тему на Святого Георгия написать, у меня есть еще готовый материал, надо что-то, так сказать, очень интересное вещь. Потому что это же я в Москве, я в Московской области, Родинской Поддакии, то есть такие связи и так далее. Тут георгиевское оружие, ордена и так далее, это же слава небесная, земная, и все что угодно. То есть, в общем, короче говоря, ну, в общем, тоже можно, здесь же есть вот и адреса самой этой авторов, и то же самое, читая, смотри, интернет-версию, кинослово.ру. Все так, как есть. Это я тоже, так сказать, оставляю и соответствующим образом. Так, а где эти синенькие, вы смотрите, да? Так, ну ладно, чтобы терялся. Вот. Вот такое явление. По-моему, мы закончили, да, уже 12, сказали закончить, да? Так, ну вы смотрите, если хотите, могу еще что-то, или как, у кого-то там. Какие вопросы? Догадайтесь, что-нибудь. Хочешь спросить? Вот. Да, вот что, важный момент. Чуть не забыла. А это важно. Вчера беседовала с вашим директором этого охранного заведения. Вот. Она, значит, не знаю, чем хочется, на что выльется, но, в принципе, договорились, что конечно, в такой работе. Но то, что есть очень много авторских программ,
связанных не только вот конкретно с этим вот курсом, по поводу которых мы собрались, но и вопрос, например, для классного руководителя системности, так сказать, в учебном заведении, или, допустим, по работе с родителями, вот, или, допустим, связанные с молодежным экстремизмом, тоже курсы. Все, в принципе, сводится к одному и тому же, духовно-нравственному воспитанию, но все равно разные подходы, разные подходы. С учетом того, что курсы сейчас у нас очень дистантные, поэтому очень заочные, поэтому существуют какие-то установочные занятия, а потом начинаются очные занятия. И вот ректор, значит, распорядилась дать такую информацию, что сегодняшние занятия, если у нас этот проект получится, а я по приезду ей вышлю свою тематику курса, мы с ней, так сказать, ну, я надеюсь, по крайней мере, договоримся, что мы как-то притремся с нашими требованиями, я имею в виду в часах, так сказать, там, в тематике, так сказать, да, в оформлении, так сказать, этого шаблона, потому что я же работаю такой же, как вы в Москве, понимаете, вот, то, может быть, получится так, что вот эти занятия можно будет считать как бы первыми занятиями будущих курсов. И поэтому оно не пропадет, как говорится, ложком внутрь. Ну, назовем его как-то там, близко к тому, что сегодня будет, понимаете? Вот. Ну, то есть анонсировать, как она выразилась, анонсировать, может быть, это в качестве первого занятия. Я говорю, ну, хорошо, я у нас такое проведу, и если у нас сложится, вот, то дальше у нас, значит, что-то пойдет. Очень рано. Вот, а может быть, это интегрировать основные искрить православие и возможно для нас авторская программа интеграции, чтобы объединить. А зачем? Зачем? Вот как бы я слушал, я второй год буду возможно да? Вот сейчас в этом году я уже больше окунулась как православие. Я чувствую, меня сюда больше... Ну, только не переходите на слово православие. А что вам... А не скрыто что-то. А, вы не сможете соединить несоединимое. Это экологический основ. Одна экологическая основа утверждает, что нравственный идеал лежит вне человека. Это вот православие. А все утверждают, что нравственный идеал лежит в самом человеке. Вот как вы это соедините? Вы не сможете соединить, понимаете? Это вещи не соединить. Нельзя соединить, я не знаю. Вот соединили эти модули функциональные, так называемые, 4 мировые линии. Это можно соединить. Но опять вопрос, зачем? Какую цель вы педагогическую планируете ставить? А если вы ставите цель информационных знаний, да, то тогда, пожалуйста, вот они, праздники вот такие, так такие, а здесь такие, вот храм так выглядит, так много, так, так, это просто знание. Но они ничего не знают, ничего. А у нас задача колесничка какая стоит? Поменять внутренний праздник человека, попустить. Нет, как это можно? Только через свои традиции. Если это ислам, мне приходилось работать, делать совершенно там успешный брак. Мы люди, когда женились, они понятия не думали, а сейчас больше, поэтому, конечно, я не в этом состоянии. И я, пожалуйста, говорю, укореняйте свои традиции. Просто не возражаю. Ислам это вполне достойное наше отечественное учение, традиционное чтение, для своих других ответов. Замечательно совершенно, еще лучше, даже какой-то арабский вариант, если но дайте нам тоже свои традиции. А вы сейчас предлагаете соединить, я не знаю, глаза и оценки. Не спрашивайте, я не вижу интеграции, должна быть смысла нет. Какой цель главная? Что вы хотите добиться? Это любой жизни. Помочь маленькому человеку выбрать образ жизни, будущего. Значит, для этого нужно что? Нравственный язык, по которому он будет эту программу самовоспитания какой-то будет. Светская культура предлагает конечный и человеческий. Религиозная культура, любая, предлагает вечный, бессмертный, недостижимый в-то, но в то же время ведущий человека вершину. Спасибо. И замечательно. И это то, что нужно.
Потому что и не бойтесь. Потому что вот сейчас вот я вот недостойна, я не смогу. Это вот все равно вопрос, как я вот не дал вашу родители как? В какую сторону вектор класс руководитель человека? А знаете почему? Потому что мы сами постепенно только со что вы могли бы как толчок изменить жизнь нашей страны. А эти вы не сделали. Я считаю, что не бойтесь. В том смысле, что сейчас и церковь, и светские структуры ученые, и помогут. Главное было бы вот это стремление, и когда уж я говорю, ой, я не достаточно, потому что я старательно его практически тоже. Я когда-то тоже, да, батюшка сходила, потому что я достойно включаюсь, и вот я готовлюсь, что там смешно каждый. А мне батюшка говорит, ну слушай, говорит, ну, я тоже не достойна. Ты же понимаешь, если мы не будем этого делать, так сказать, когда достойно жить не станем, поэтому ты давай, решайся, как бы. Вот не потому что я этого как бы стеснялась, а потому что я просто действительно глубоко переживала, что я настолько близко участвую, а потом я просто поняла, что я не справлюсь с этим всем, если я не буду так делать. Вы не справитесь с этим разделением, которое началось, если вы не станете, найдется зачем. А зачем? Вот и девушки спрашивают, как быть с родителями, родители. Вы знаете, я говорю, что просто это даже не просто. Родители воспитаны в новой системе, эти 90-е годы. Это тяжелая жизненная картина, ситуация. Видите, что это вот, с родителями, знаете, какая ситуация? Я был, например, если бы нет такой, а у меня были курсы, когда, допустим, мы отрабатывали медицинскую работу с родителями, я предлагала такую систему. Не знаю, как она работает, но я, по крайней мере, так действую. Я поставила вопрос в ценности. То есть вопрос о том, каким вы хотите видеть вашего ребенка. Вы хотите, чтобы ваш ребенок был вам опорой в старости, чтобы ваш ребенок был сейчас милосердным и добрым, и, прежде всего в семье, создал сам хорошую семью, крепкую, да? Вы хотите, чтобы он получил нормальные вот такие жизненные ориентиры, ценностные ориентиры. Наверное, ни один нормальный здравословящий родитель, мама, папа, не скажет, что нет хотите. А вот теперь давайте мы посмотрим, какие ценности предлагает каждый возраст. Какие ценности. И перешла бы вот на этот вариант. И, конечно, на православие больше, в том смысле, что и картины больше показывают, и рассказы, и так далее. Я вчера делюсь опытом, там, правда, будет еще большой административный ресурс, но, в принципе, такой тоже, в принципе, возможно. Да даже на мелком уровне возможно. На уровне школы, например, возможно. Я имею в виду, что вот родительское собрание, родители там играют музыку. Значит, какие-то модули они больше степени делают. Так опросить родителей, даже анонимно. Опросить анонимно. Какая мотивация лежит в основе этого выбора? Вот почему они выбирают модуль светской, а не православной культуры? Я не думаю, что здесь исламская культура сложно выбирает. Наверное, да, Два модуля у нас 6% было. Да, наверное, светская этика и православие. Да, 6%. Да, вряд ли здесь смешанный регион, поэтому, да, поэтому, вот спросить, а почему? И анонимно, это еще даже лучше. И вы знаете, ответы могут быть самые разные, а могут быть даже такие, которые заставят вас самих задуматься. Вот у нас, например, мне лично лицо рассказывали, собрали, что здесь там чувствовал, просили. Говорят, а вот у нас Марья Ивановна, она начнет наших детей тут тащить силой. Вот. Мы знаем эту Марью Ивановну, она начнет силой. Но вы понимаете, я же не могу за Марью Ивановну сказать, что она этого не сделает. Понимаете? Но она не должна этого делать. Она не по закону государственному, не по закону нормально, вы, конечно, возите силу, ничего делать не надо. И свое мировоззрение навязать невозможно силой. Можно только представить ему красоту своего собственного. Это скрыть мировоззрение невозможно. Вот учитель нет неверующих людей. Любой человек, он всегда во что-то верит. Вот, кстати, у ППО есть замечательный ролик, я детям всегда показываю, называется «Близнецы». Жили два близнеца в материнском утробе. Один верил в Бога, второй не верил. Один считал, что
он выйдет из утробы и начнется новая жизнь, он встретит мать и так далее, начнет сам ходить и кушать, а второй говорит, да нет, это всегда хочется. И вообще оттуда никто еще не возвращался. И на том конец, понимаете? Вот. И мы с взрослыми детьми разбираем этот ролик и говорим, я провокационно спрашиваю, есть неверующие среди них? Они ловятся иногда на ручку, говорят, да, один. Я говорю, да? А один верит во что? Ну, он верит, а второй вообще ни во что не верит. А он верит в то, что этого не будет. Я говорю, она еще верующая. То есть вера – это характеристика личности, любовь. Без нее нет человека, без веры как таковой. Верить в то, что он достигнет, сделает что-то такое. Вера – это психологическая, психическая личность. Вот. И поэтому, вот, родители, ну хорошо, но, а вы, да, поэтому скрыть-то это невозможно. Я понимаю. Но детям нельзя навязывать и говорить, вот давайте, мы с вами пытаемся. Ну, надо пытаться все-таки сказать, что наступить на волну собственной песни, как бы вам это не хотелось. Да? Поэтому, конечно, у ряда родителей опасения совершенно правильные на тему, что Мария Ивановна начнется составлять. Более того, Мария Ивановна неграмотно и вполне может быть так. Это повод для нашего с вами духовного роста и нашего просвещения. Вот. Но в то же время могут быть самые невероятные, так сказать, ответы, типа мы опасаемся, что что-то там вот детям будут говорить такое. Ну, надо же сказать, о чем это реально будет. Они говорят, бабушке, вот вырос, пусть вырастет и сам будет. Это есть аргумент. Такое тоже бывает. В таком случае я, значит, говорю то, что говорю когда-то отец Андрей Кураев, мне это самое очень нравится. Какое? А говорит, давайте так, не будем с ребенком говорить ни на каком языке. Вообще ни на каком не говорить. Мне дети, вот я вам сейчас приведу пример. У меня сидят двое, ну, взрослым по 20 лет уже, мальчик-девочка, мальчик не русской национальности, девочка русская, а я вот все время там что-то такое, и мне девочка говорит, прям, ну, так обсуждает, я стараюсь, чтобы у нас диалог было, да, и вот это говорит, а что вы, говорите, вы выступаете против смешанных браков? Вы считаете, что это вот как бы не перспективно? Девушка, ну, мальчик себе скромный. Вот. Я говорю, нет, я не против смешанных браков, я вообще, пожалуйста, любили, женитесь, доктор, писать, не надо там где-то в подъездах, если чем-то заниматься. Так? Но у вас нет проблем. Проблема будет с вашими детьми, когда они родятся, и встанет вопрос, а мы им ничего не будем делать, пока они не вырастут. Я говорю, Надя, смотри, как ты его будешь пеленать, и какие ты ему песни будешь петь, это будет уже плод твоей веры. Понимаете, ты заложишь свой культурный код своей традиции. И я это четко знаю, в исламской семье, в которой я была много лет знакома в Турции, девушка молодая вышла замуж за турку, натурально с ней расписалась, она была молдаванка, гагаузка, и поэтому там турецкие, турские корни, вот, точно не был противоречен, она до этого была замужем и был ребенок. Я говорю, как ты отнесся? Нормально, никаких проблем, девочка, там, дети святое, мой, не мой, там, не значит. Я говорю, а проблемы какие вот тому, что есть? Были, пока я не поняла, что я, в общем-то, в другой культурной среде теперь оказалась. Я этого как-то не осознавала. Я говорю, а как ты поняла? Это очень просто. Он все время приходил и ей приносил. Каждый день. Она к нему бежит, баба, что принес? Он достает, и что там, колечко, то сережечку, то там бантик, то конфетку. Я говорю, ты балуешь девочку, балуешь, нельзя, у нас так не принято, нельзя. Он говорит, а у нас девочек балуют до 5 лет всегда, не постоянно. Так отец всех сестер воспитывал. Чем дело кончилось? Я потом поняла мудрость всего, как воспитывается восточная женщина. 4 года девочка сама бежит уже к баба, не просто баба, а тапочки несет, обувь забирает и чистит. 4 года, без напоминания. Берет потом носки, стирает, потому что баба, или вот конфетку, там, то другое, не за это. Тем самым воспитывается вот эта ментальность определенная, понимаете, она уже заложена с кодом. И уже девушка сейчас спокойно относится к тому, что она вот. А у нас это кажется диком, понимаете? Поэтому вот вопрос, вырастет, узнать. Вопрос того, что давайте мы с ними не будем никаких традиций вообще, понимаете? Или если обо всех традициях сразу, то как он сможет потом, так сказать, как он сможет вообще что слышать, я не знаю. А вы как отвечаете? Как я отвечаю? Да. Ну, я отвечаю так, что, значит, если вы нас говорите, то они работают всего. Да, очень просто. Если вы не будете какой-то традиции, они не будут вас заботиться. То есть
этот вопрос очень такой, неоднозначно свет. Тут важно, знаете, что, ой, девочки, ой, батюшка, простите. Ну, собрание, да, уже несколько лет идут собрания, да, священник приступает на собрание. А потом вы осуществляете уже непосредственно в классах. Там классное руководительство, там уже нет. Вы перед ними выступили, да? Ну, у меня есть практика, что я буду довериться, что они прониклись тем, что я говорю, или нет. Ну, вот ваши дети крещены православные, на сожалению, вы тоже православные, вере крещены, да? Вы празднуете эти праздники, перечисляете, да? Вы живете в этой традиции. И говорите, что вот кто из вас хочет, чтобы ваши ребенок учили уже дополнительные знания в этой традиции. Поднимите руки, то есть они поднимают руки. Я примерно как один раз просчитал наш сам. Потом они расходятся по классам. Ну, через день я звоню обычно завучу, она говорит, никто. Руки подняли, я пересчитал, а уже класса никто. Ну, потому что здесь не забывайте, есть инициативный диктант. А что у нас избрали модуль 1. И учитель будет один, и он выполняет свой случай. Вот и будьте добры. Административно идет вот это вот давление, которое манипулирование, как я вчера говорила даже на пленарном заседании, манипулирование педагогическим сообществом, потому что это идет открытое давление. Это все понятно. Да, конечно, какие еще вопросы? Ну, давайте будем надеяться, что это вынесет наше общение. Спасибо большое. Все, ладно, спасибо большое. Хорошо, да. Нет, это давайте, скажите, подпишу, пожалуйста. Ой, я такое не делала сегодня. Так, а что он говорил? Я не могу это у вас купить.